Аԥшра ишәыднагалоит ишиашо ицо аефир ала Аԥсны аҳәынҭқарра ахадарахьы акандидатцәа рдебатқәа. Аефир аҿы ҳаҟазаауеит ҩ-сааҭк инарзынаԥшуа. Ари аамҭа иалагӡаны акандидатцәа ируеит алшара ҳазҵаарақәа рҭакқәа рыҟаҵареиԥш дара-дара ирызцәырҵуа азҵаарақәа реимдаразы. Аԥҟаррақәа иаҳа инарҭбааны ҳрылацәажәоит минуҭқәак рышьҭахь. Ҳалагап. Абас ала уахатәи ҳдебатқәа ирылахәуп Аԥсны аҳәынҭқарра ахадарахьы акандидатцәа Адгәыр Арӡынба, Роберт Аршба, Олег Барцыц, Бадра Гунба, Адгәыр Хурхәмал. Бзиала шәаабеит. Уажәы иаамҭоуп алхратә комиссиа хада ишьақәнарӷәӷәаз аԥҟаррақәа шәырдырра. Аԥхьа ажәа шәаҳҭоит шәалхратә программа ахәҭахадақәа рӡыргаразы. Уи иазыԥҵәоуп х-минуҭк. Атаймер аекран аҿы иқәыргылахоит. Аҩбатәи ахәҭаҿы амҩаԥгаҩцәа рызҵаарақәа рҭак ҟашәҵоит. Аҭак аҟаҵара иазыԥҵәоуп х-минуҭк. Ахԥатәи ахәҭаҿы азҵаарақәа имыжәдартә алшара шәоуеит. Адебатқәа рхыркәшамҭаз алхыҩцәа рахь шәхы ажәақәак шәҳәар шәылшоит. Я продублирую правила на русском языке. Значит, наши теледебаты сегодня будут строиться таким образом. Вначале вам будет предоставлено слово для того, чтобы рассказать избирателям о своей предвыборной программе. На это определено 3 минуты. Во второй части вам предстоит ответить на вопросы ведущих. На это тоже отведено по 3 минуты. В третьей части вы можете обменяться вопросами. И в завершении у каждого будет возможность обратиться к своим избирателям. Таймер будет отображен на экране. Если вопросов нет, то мы начнем. Адгәыр Амиран иԥа Ҭамыз, уажәы шәнысымҩа ҳазаӡырҩуеит, анаҩстәи программа ахәҭахадақәа шәырзааҭгылоит. Уи иазыԥҵәоуп х-минуҭк. Арзынба Адгур Амиранович родился 26 декабря 1981 года в городе Гудаута Абхазской АССР. С 1988 по 1995 годы учился в Бамборской средней школе города Гудаута. С 1995 по 1999 год в Башаран-колледже поселка Цандырыб Гагарского района. В 2007 году окончил Кабардино-Балкарский государственный университет имени Бербекова, направление промышленное гражданское строительство, город Нальчик. В 2013 году повысил квалификацию в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, направление экономика, государственные финансы, государственное управление. В 2019 году в Лондонской школе экономики и политических наук направление «Экономическая история. Богатство народов. Исторические основы экономической дивергенции наций». Кандидат экономических наук, окончил аспирантуру в 2009 году в Волгоградском государственном техническом университете, направление «Экономика и управление народным хозяйством». С 2010 по 2016 годы проработал в АГУ старшим преподавателем кафедры национальной экономики и кафедры экономической теории. С 2011 по 2013 годы советник председателя Государственного таможенного комитета Абхазии по экономическим вопросам. С 2012 по 2013 годы главный специалист отдела внешнеэкономических связей. 2013-2015 годы начальник отдела внешнеэкономических связей Министерства экономики Республики. С февраля по апрель 2015 года начальник управления экономики администрации президента Абхазии. С апреля 2015 года по декабрь 2019 года министр экономики Республики Абхазия. Вице-премьер правительства Республики Абхазия с декабря 2019 года по март 2020. Председатель республиканской общественной организации «Абхазское народное движение» с октября 2020 года по настоящее время. Женат, отец 3 детей. Адгур Амиранович, сейчас вы можете о своей предвыборной программе рассказать. Вот 3 минуты у вас. Добрый вечер. Мы свою предвыборную кампанию уже презентовали достаточно широко. Те, кто интересовался, они имели возможность все это увидеть в онлайн-режиме, но тем не менее я хочу остановиться на некоторых аспектах. Вот мы проработали, понимая, что
государственная политика должна формироваться как на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные периоды. Программа развития страны должна ложиться в основу государственного управления. Это аксиома, но тем не менее, для того, чтобы быть более конкретным, мы проработали проект первого указа президента, в рамках которого расписано 31 пункт, то есть 31 шаг с конкретными действиями, с обозначением конкретных сроков исполнения. Это отдельный блок. Второй блок – это разработка среднесрочной и долгосрочной программы развития. У нас есть опыт работы над формированием такого рода программных документов. Это работа при поддержке Беслана Родионовича Аграба, главы Московской абхазской диаспоры. Мы работали над так называемой программой «25 шагов». Также есть программа социально-экономического развития, которая разрабатывалась Центром стратегических исследований при президенте Олегом Несторовичем Домени и его командой. То есть я это сейчас говорю к тому, что эти материалы будут взяты в основу, и в рамках этого первого указа есть поручение создать рабочую группу для того, чтобы, взяв за основу эти материалы, проработать уже долгосрочную программу, с учетом того, что достаточно времени прошло, есть определенные обстоятельства, влияющие на эти процессы, которые происходят вокруг нас. Но в основе нашей программы лежат главные приоритеты. Приоритет номер один – это образование. Сфера образования для нас является главным приоритетом. Конечно, развитие экономики, социальной сферы, обеспечение прозрачности государственного аппарата. Вот здесь один из пунктов определяет, что до ноября уже текущего года, в случае избрания нашей команды, будут предприняты конкретные шаги для того, чтобы обеспечить полную прозрачность расходов государственного бюджета, за исключением, естественно, статей, которые засекречены. Это силовой блок, это служба государственной безопасности, Минобороны и так далее. Более того, если говорить о сфере образования, мы предусматриваем такие некоторые вещи озвучу, такую инициативу, как для того, чтобы стимулировать процесс образования для тех учеников школ, которые заканчивают школу на золотую медаль, единоразовая выплата в размере 500 тысяч рублей. Для тех, кто заканчивает на серебряную медаль, единоразовая выплата в размере 100 тысяч рублей. То есть, что касается малого и среднего бизнеса, мы считаем, что это направление тоже является приоритетным, потому как в развитых экономиках именно на малый и средний бизнес приходится основная часть валового внутреннего продукта. И ряд других шагов. Я так понимаю, у меня время закончилось. Да, время закончилось, и мы об этом тоже будем говорить. У нас еще вопросы будут звучать и на эти темы тоже. Теперь следующая биография. Роберт Иванович. Послушаем вашу биографию, затем вам слово. Аршба Роберт Иванович родился 22 марта 1974 года. В 1991 году окончил среднюю школу номер 2 города Тхуарчал. С 1991 по 1997 годы учился на экономическом факультете Абхазского государственного университета по специальности бухгалтерский учет и аудит. С 1992 по 1993 годы участник Отечественной войны народа Абхазии. С 1995 по 1996 годы ведущий налоговый инспектор налогообложения физических лиц налоговой инспекции по Гуларыбскому району. С 1996 по 1997 годы специалист контрольно-ревизионного управления Министерства финансов. С 1997 по 2003 годы главный специалист контрольно-ревизионного управления Министерства финансов. С января по апрель 2003 года заместитель начальника контрольно-ревизионного управления Министерства финансов. С апреля по май 2003 года главный контролер-ревизор отдела финансового контроля бюджетных организаций и учреждений Министерства финансов. С 2003 по 2005 годы главный специалист Главного контрольного управления администрации президента. С 2005 по 2009 годы заместитель начальника контрольно-ревизионного управления Министерства финансов. В 2008 году принимал участие в освобождении Верхнего Кодора, награжден медалью за освобождение Кодора.
С 2009 по 2011 годы заместитель начальника Главного контрольного управления администрации президента. С 2011 по 2013 годы заместитель министра труда и социального развития. С 2013 по 2023 годы председатель контрольной палаты. Женат. Роберт Иванович. Добрый вечер, студия, все присутствующие. Наша программа уже также презентована со всеми избирателями. Сегодня она называется «Новый курс». Почему она появилась и почему я сегодня здесь нахожусь, это не просто так, случайностей не бывает. Все то, что происходило 20 лет, я считаю, что это, в моем понимании, это безответственное правление. И мы сегодня, я и моя команда, за то, чтобы провести конституционные реформы в стране, где глава государства будет нести в первую очередь ответственность, произвести баланс ветвей власти между президентом, судебной и законодательной властью, произвести административные реформы, провести оптимизацию структуры Кабинета министров, оптимизацию расходов бюджета. И очень хотел бы отразить и сказать, и обратиться к нашему народу, особенно к абхазам в первую очередь. Сегодня в наших руках мы, государствообразующая нация, как мы будем строить свое государство и как мы будем друг к другу относиться, так наши братья, другие национальности, граждане нашей страны будут относиться к нашей стране. И к нам в том числе. Все то, что происходило в последние 20 лет, я считаю, что увело те элиты, которые правили нашей страной, от тех насущных проблем. Скорее всего, видно, им это устраивало. И все то, что ими декларировалось и говорилось, практически не возымело своего действия и ни в коем мере не отразилось на простом народе. Мы сегодня имеем, не ошибешься, практически это противостояние двух политических сил привело к тому, что мы имеем сегодня тот пласт проблем в одночасье, с любого начнешь и не ошибешься. Это образование, здравоохранение, энергетика и много-много других вопросов. В моем понимании, мы вообще стоим сегодня перед социальным бунтом. Мы знаем, у нас даже до сегодняшнего дня нет законодательства в рамках пенсионного законодательства, законодательства об образовании. Мы говорим о идеологии. О какой может быть идти речь о идеологии, если нет закона об образовании и развитии абхазского языка, к сожалению. Имеем то, что имеем. Ваше время истекло. Олег Мсасович, сейчас послушаем вашу биографию, а потом вернемся к вашей программе. Барцыц Олег Мсасович родился 7 января 1967 года в городе Гудаута Абхазской АССР. В 1985 году окончил Гудаутскую среднюю школу номер 1 имени Лакоба. В 1985 году поступил на отделение политологии философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. В 1986-88 годах служил в советской армии. В 1989 году продолжил учебу в МГУ. В августе 1992 года, после начала грузинской агрессии против Абхазии,
Абхазии, будучи студентом 4-го курса, с группой добровольцев из республик Северного Кавказа и Юга России прибыл из Москвы в Абхазию. Впоследствии из-за обострившегося заболевания был отправлен на лечение в Москву. В 1993 году окончил МГУ и получил специальность политолог, преподаватель социально-политических дисциплин. В 1996 году окончил дипломатическую академию МИД России, специалист по международным отношениям. С 1997 года занимался предпринимательской деятельностью. В 2002-2005 годах заместитель директора Института промышленного развития Министерства промышленности и энергетики России. Входил в состав межправительственной комиссии России с рядом стран Африки и Ближнего Востока. С 2005 года руководитель представительства правительства Республики Абхазия по инвестиционной политике в Российской Федерации. С 2010 по 2024 годы торговый представитель Республики Абхазия в России. С 2014 года по настоящее время председатель попечительского совета Фонда Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия. С 2018 года по настоящее время член Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. С февраля 2019 года член дипломатического клуба МИД России. В 2019 году баллотировался на пост вице-президента Республики Абхазия в паре с кандидатом в президенты Республики Абхазия Олегом Нуриевичем Аршба. Женат, имеет сына. Добрый вечер. Как следует из моей биографии, я уже участвовал в президентских выборах в качестве кандидата в вице-президенты в 2019 году. Прежде всего, программе нашей команды присущи все те положения, которые мы уже закладывали в свою программу в 2019 году. Разумеется, последовали и изменения. Основное внимание в нашей программе уделено вопросам развития нашей экономической системы, ее упрочения. В ходе изучения материалов программ иных кандидатов в 2019 году я заметил такую особенность. Все вот эти масштабные, иногда весьма громоздкие труды, которые составлялись командами кандидатов в президенты и вице-президенты, как правило, после избрания либо неудачи на выборах, они благополучно были забыты. Поэтому мы не пошли по пути составления громоздких программ. Наша программа достаточно компактна, но в ней отражены главные, на наш взгляд, направления жизнедеятельности и развития нашего государства. Естественно, центральное место уделено экономике, всем тем новациям, которые стоило бы внедрить в нашу экономическую практику для того, чтобы оптимизировать внутриэкономические и внешнеэкономические процессы. Следующий важный, на мой взгляд, раздел – это социальная политика, защита уязвимых слоев населения. Очень важное, я считаю, поскольку времени не так много, буду обозначать кратко в тезисах, очень важное, я считаю, положение – это создание фонда национального ресурса, в который необходимо производить отчисления высокорентабельным, высокоприбыльным компаниям и предприятиям, которые функционируют на территории Республики Абхазия. Кроме того, считаю важным положением нашей программы отдельный его раздел, который мы озаглавили как создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Я думаю, это очень важный аспект, который зачастую уходит из зоны нашего внимания в нашем обществе, а это, конечно, я считаю, недопустимо. Отдельным направлением уделено также достаточно пристальное внимание. Это и развитие нашей энергетической сферы, причем речь идет не только об электроэнергетике. Это, конечно, связанные с данной темой вопросы газификации нашей страны. Я имею опыт участия в переговорах длительное время назад
с нашими российскими партнерами, с органами государственной власти Российской Федерации, когда мы довольно близко подошли к возможному решению этой проблемы. Ну, можете себе представить... Ваше время. Олег Мсасович, мы будем об энергетике еще говорить. У вас будет возможность продолжить то, что вы начали, да, но сейчас... Да. Сейчас переходим к следующему кандидату. Бадра Зурабович, ваша биография и потом уже вашей предвыборной программе. Гунба Бадра Зурабович родился 14 августа 1981 года в городе Сухум Абхазской АССР. В 1998 году окончил среднюю школу номер 20 в городе Сухум и поступил на экономический факультет АГУМ. В 1999 году перевелся и в 2003 году окончил экономический факультет Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова по специальности бухгалтерский учет и аудит. С декабря 2003 года по август 2004 ведущий специалист отдела финансирования социальной сферы и аппарата управления Комитета по финансам администрации города Саратова Российской Федерации. С августа 2004 года по февраль 2006 занимал различные должности в финансовом отделе Октябрьского района администрации города Саратов. В 2005 году присвоен квалификационный разряд младшего муниципального советника Российской Федерации 3 класса. С февраля 2005 по февраль 2006 года прошел профессиональную переподготовку в Саратовском региональном институте переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК по специальности организация правового обеспечения. С апреля по июнь 2007 года ведущий специалист сектора сводного планирования сводно-аналитического управления Комитета по финансам администрации города Саратова. С сентября 2007 года по январь 2009 референт по правовым вопросам Кабинета министров Республики Абхазия. С января 2009 года по октябрь 2011 заместитель министра культуры Республики Абхазия. С октября 2011 года по октябрь 2014 министр культуры Республики Абхазия. С 2015 по 2020 годы занимался предпринимательской деятельностью. 22 марта 2020 года избран вице-президентом Республики Абхазия. С 19 ноября 2024 года по 10 января 2025 исполнял обязанности президента Республики Абхазия. Кандидат экономических наук, женат, отец 2 сыновей. Хлопзевка Асмат, Хлопзева Сим, Крепсок Олеговича. Безусловно, мы, как и мои предшественники, разработали программу, которая направлена на улучшение качества жизни граждан нашей страны. Основными тезисами этой программы, безусловно, являются в первую очередь обеспечение безопасности нашего государства, обеспечение внутренней безопасности граждан нашей страны, правопорядок, развитие экономики, улучшение социального состояния граждан нашей страны и ряд других направлений. Если говорить о развитии экономики, в первую очередь хотел бы отметить, что не развивается ни одно государство, не создаются благоприятные условия там, где нет правопорядка, там, где нет базы для спокойного развития экономики. И в этом смысле для нас очень важным направлением является улучшение криминогенных ситуаций в нашей стране. Мы эти годы занимались активно этим вопросом и намерены одним из главных первоочередных задач реализовать такого рода мероприятия. Что касается экономики, безусловно, мы знаем, какие сложности в отраслях нашей экономики, по отраслям. Это энергетическая отрасль, это предпринимательское направление, поддержка бизнеса, ситуация в здравоохранении, ситуация в ряде направлений, которые являются для нас очень важными, ключевыми. Сохранение языка, сохранение самобытности, культуры, развитие тех основных направлений, которые определяют нас как нацию, как народ, который действительно нуждается в поддержке и развитии главных направлений. Что касается таких направлений, как образование, медицина,
Это ключевые вопросы, на которые мы, безусловно, обратим свое внимание. Я бы хотел здесь сослаться на следующее. Мы можем писать программы, разрабатывать программы, которые, к сожалению, зачастую совершенно правильно и справедливо отметил Олег Псасович, остаются лишь на бумагах. И в этой связи мы исходили из реальных шагов, которые мы можем осуществить для достижения наиболее благоприятных условий для граждан нашей страны. Никаких популистских решений, никаких популистских тем, которые не могли бы мы достигнуть в своей деятельности. В этой связи я считаю, что каждая программа должна быть реальна, которую можно направить на улучшение качества жизни граждан нашей страны. Спасибо. Адгур Вадимович, сейчас послушаем вашу биографию, потом перейдем к вашей программе. Хурхмал Адгур Вадимович родился в городе Тхуарчал Абхазской АССР 24 августа 1982 года. До 1995 года учился в средней общеобразовательной школе номер 2 города Тхуарчал. Затем поступил в Гагарский лицей-интернат Башаран-колледж. Окончив его в 2000 году, поступил в Майкопский государственный технологический институт на факультет новых социальных технологий, а в 2002 году был переведен на инженерно-экономический факультет. 10 февраля 2002 года был принят на работу в шахтоуправление Тхуарчальское в качестве переводчика фирмы «Тамсаш». А 22 октября того же года уволен по собственному желанию. В 2005 году, окончив с отличием обучение инженерно-экономического факультета в Майкопском государственном технологическом университете, поступил в аспирантуру при этом же вузе по специальности экономика и управление народным хозяйством. 14 декабря 2006 года был принят в Сухумский филиал коммерческого банка «Черноморский банк развития» на должность экономиста. В марте 2007 года переведен в главный офис банка «Черноморский банк развития» экономистом. В сентябре 2008 года был назначен начальником кредитного отдела коммерческого банка «Черноморский банк развития». В октябре 2009 года был назначен председателем правления «Черноморский банк развития». В июне 2019 года был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. В 2019 году был назначен председателем правления коммерческий банк «Черноморский банк развития». Есть сын. Адгур Вадимович, вы можете начинать. Появится... Бзирашума запилар хацка, чан бзела. Вечер добрый. Все телезрители, вас всех рад приветствовать сегодня. Кратко изложу о нашей программе. Наша программа, она подразумевает собой единство народа. То есть на самом деле у нас стоит задача, чтобы сделать так, чтобы народ был единым. Во время нашей войны народ был единым, поэтому был у нас положительный результат, хотя, к глубокому сожалению, это также просьба ко всем ветеранам, чтобы каждый принял участие в соответствующих выборах, так как были пробелы касательно того, что в определенный период времени, послевоенное время, многие ветераны не оказали содействия, чтобы организовать костяк. Отпустили этот вопрос, надеясь на одних, на вторых, может, на третьих лиц, на очередных, неважно, но сегодня мы пребываем в сложной ситуации, и кроме них мало кто имеет такие основания веские прийти и сделать соответствующие замечания и, более того, наставления определенные. Мы сегодня хотим объединить наш народ и сделать так, чтобы мы, как Абхазия – это наш дом, и весь народ, все жители нашей республики – это одна большая семья. Кратко изложу, мы должны любить, уважать, ценить друг друга, помогать друг другу. Если кто-либо споткнулся, ему нужно протянуть руку, помочь ему встать и идти дальше.
Мы должны дополнять друг друга, заботиться друг о друге. Я думаю, в этих двух словах я основную суть изложил. Экономически мы могли бы уже давно развиваться, мы не будем говорить об экономике. На самом деле, сегодня у нас есть на все благоприятные условия на то, чтобы у нас была экономическая вспышка. Зависит от того, когда наш народ будет единым, мы будем большой семьей. И также хочу отметить, я сегодня без каких-либо записей, у меня программа, она находится в голове, и те задачи, которые перед каждым из нас стоят, они являются задачами нашего государства, и задачи государства являются задачами каждого нашего жителя. Соответственно, я хочу, чтобы должным образом восприняли вы тот факт, что также хочу уточнить тот момент, что в действительности вы молодцы, что каждый из вас написали свои программы, излагаете это на бумаге, приходите с бумагами. Мы решаем задачи, народ должен решать задачи. Соответственно, когда народ будет единый, вы все должны будете принять участие, и ваши программы без внимания никто не оставит. То есть мы должны идти вместе. То есть мы вас не отпустим никуда. Спасибо большое, Адгур Вадимович. Сейчас мы завершили первую часть дебатов. Уйдем на несколько секунд. У нас будет пауза и снова вернемся. А мы переходим к следующей части дебатов. Экономика, внутренняя политика, внешние угрозы, социальная сфера, медицина, образование, да, энергетика – это темы, которые волнуют наше общество в первую очередь. И наверняка вы на своих встречах не раз говорили на эти темы, но хочется все-таки услышать и узнать о конкретных планах, а не то, что хочет слышать электорат. Давайте будем сегодня честны и говорить конкретно о планах. Первый блок наш вопросов посвящен экономике. Начнем мы с бюджета нашей страны. На ваш взгляд, насколько можно увеличить в ближайшее время бюджет нашей республики? И вообще для нормального развития экономики Абхазии, какой нам нужен, на ваш взгляд? И за счет чего вы собираетесь его увеличить, если получится? В вашем случае, давайте, Адгур Амиранович, с вас начнем. Я начну, да? Спасибо за вопрос. Если речь зашла о бюджете, конечно, та динамика увеличения доходов бюджета, я имею в виду собственную часть доходов, которая есть, она не может нас устраивать. Я просто несколько цифр вам приведу. Если взять за основу 2024 год, государственный бюджет составил 15,5 миллиардов рублей. Это с учетом того, что присутствует российская финансовая помощь. Если ее вычесть, там остается 10,2 миллиарда рублей. Соответственно, если брать 2019 год, то бюджет составлял 11,5 миллиардов, российская финансовая помощь 4,8, абхазская часть 6,7. И 2013 год взять, то 2,9 абхазская часть, то 2019 года нам все-таки удалось в 2 с лишним раза увеличить абхазскую часть бюджета. К сожалению, за последние 5 лет эту часть бюджета мы смогли увеличить только лишь на 3,5 миллиарда рублей. При этом мы наблюдаем, если взять отношение бюджета к валовому внутреннему продукту, к ВВП, то ВВП по итогам 2019 года составлял 34,8 миллиарда рублей, а в 2024 году 62,8 миллиардов рублей. Соответственно, если в 2019 году бюджет страны в отношении ВВП составил 33%, то уже в 2024 году 14,5%. О чем говорит, что удвоилась теневая составляющая в экономике. Теперь, что касается того, какой нам бюджет нужен и как его увеличить. Естественно, мы в первую очередь должны опираться на свои собственные возможности, которые у нас есть. Вы знаете, что в силу ряда объективных причин, я имею в виду ограничения, связанные с проведением СВО, российские граждане ограничены в выезде за пределы России. То есть география выезда российских граждан для отдыха, она резко сократилась.
и увеличился спрос на услуги внутри Абхазии. Это с одной стороны. С другой стороны, объем инвестиционных капиталов, которые сегодня сосредоточены в Российской Федерации и в перспективе могли бы быть направлены в Абхазию, он тоже увеличился. То есть я имею в виду, опять же, те ограничения, которые связаны с тем, что российский капитал сегодня не может беспрепятственно направляться в страны Европы, например. Это прекрасная возможность, которую мы должны были, но, к сожалению, мы ей не воспользовались. Для этого необходимо предпринять ряд качественных мер для того, чтобы оптимизировать вообще всю налоговую систему. У нас есть отдельная подпрограмма, это концепция налоговой реформы, которая подразумевает, с одной стороны, упростить отчетность, с другой стороны, упростить возможности контроля для фискальных структур. Ну, у нас времени мало, к сожалению, вот такой короткий период времени на такие вопросы сложно отвечать. Я все понимаю, но, к сожалению, это не от нас зависит. Мы можем, у нас будут в привязке еще вопросы в этом блоке, и мы можем перейти, потом вы можете там ответить. Роберт Иванович. Короче, он будет ответ, нежели 3 минуты. Каждый кандидат сможет дополнить. Нет, у нас еще будут другие вопросы экономического характера, и там можно будет продолжить свою мысль. Ну, давайте, Роберт Иванович, начинайте. Ну, раз у нас такие действительно ограничения... К сожалению, не от нас Агур это зависит. Амиранович сорвал у меня с языка такой вопрос, очень трудно ответить в течение 3 минут. Это очень такой глобальный, мощный и емкий ответ. В принципе, у каждого из нас, я думаю, в том числе и у меня. Я, значит, скажу так, раз уж коротко, так коротко. Ну, мы планируем, конечно, в рамках своей программы до 20-25 миллиардов увеличить бюджет, но чем больше, тем лучше, как вы здесь сказали, как бы, конечно, хотелось бы. Но для этого, конечно, много нужно делать. За прошлое время моей работы мне повезло работать во внешнем органе контроля, который, в принципе, контролировал исполнение бюджета нашей страны, как и доходы, так и расходы. Я могу сказать, так кратко. У меня ощущение возникало, что у нас возглавляют наши ведомства и министерства не министры, а вот какие-то вот руководители каких-то компаний частных. То есть к этому относились частным образом. То есть как будто это вот ихняя вот вотчина и делали, как они хотели. Почему? Потому что в стране нет ответственности. Пока ответственность не наступит, ни о чем мы говорить вообще не сможем. Коррупция сами, то есть здесь о ней даже и говорить не нужно, мы все это знаем и видим. Очень много чего нужно делать сегодня в рамках бюджета. Я вначале тоже говорил, нужно произвести оптимизацию расходов, подойти более тщательно к самой структуре, уменьшить. В самой программе очень много у нас прописано, какие меры нужно провести. Административную реформу, оптимизацию самой структуры, оптимизацию самих расходов государственного бюджета. Есть дублирующие расходы во ведомствах, от них надо избавляться и ликвидировать их. Ну, самое главное, на что мы, конечно, опираемся, это нужно произвести конституционную реформу. Пока мы не сделаем конституционную реформу, пока мы не оздоровим нашу политическую среду в стране, и пока мы не сделаем этот баланс ветвей власти, и пока не наступит ответственность у главы государства и у всех ветвей власти, у нас, в принципе, реализация этих проектов останется именно на том уровне, на котором она была эти 20 лет. И все остро стоящие вопросы сегодня, они будут иметь тот вид, в котором мы находимся, к сожалению. Пока не наступит у нас ответственность, я вот в начале своего выступления сказал, в моем понимании, 20 лет – это безответственное правление. Так коротко, если можно выразить свое мнение. Дела, работы очень много. Задачи. Самое главное – ставить задачи и их решать. Задач нет, к сожалению, на сегодняшний день. Спасибо. Олег Мсасович. Ну, разумеется, уложиться в 3 минуты, освещая столь масштабную тему, и к тому же еще после экс-министра экономики и экс-руководителя контрольной палаты, ну, постараюсь коротко. Разумеется, параметры бюджета, они однозначно не
позволяют говорить о стратегии устойчивого развития нашей экономики и в целом нашей страны. Разумеется, формирование бюджета, которое происходит прежде всего за счет фискального характера и отчислений небольшого количества, небольшого числа наших рентабельных, прибыльных предприятий, разумеется, требует пересмотра, требует значительной корректировки. Здесь правильно говорили до меня о крайне важной составляющей борьбы с проявлениями коррупции. Нецелевые случаи расходования бюджетных средств, возможно, моим коллегам известны более подробно и ярко случаи хищений государственных средств, не позволяют нам говорить об эффективном взаимодействии в этой сфере. Разумеется, на это и направлены некоторые положения нашей программы, причем действовать тут надо современными, нетривиальными методами. В том числе мы уделяем этому внимание и в связи с внедрением цифровой составляющей, которая позволит более прозрачно сделать в том числе и эту сторону нашей экономической и финансовой жизни. Думаю, что работа, которая будет направлена на пополнение бюджета, на увеличение маршрутов, увеличение доходов нашего государственного бюджета при помощи вот таких решений, оно, конечно, позволит нам оптимизировать ситуацию в этой сфере. Я согласен с тем, что чем больше, тем лучше, но все-таки мы должны представлять себе реальные параметры на ближайшие годы при помощи планирования, которое основано будет на экспертных оценках и на планах наших экономических специалистов. Это очень вкратце так. Спасибо большое. Почему мы вообще начали с этого вопроса? Понятно, что от бюджета зависят все остальные сферы деятельности. И в том числе вот все, что вы расписываете в своих программах, невозможно будет реализовать, если у нас бюджет будет небольшой. Бадраз Зурабович, хотим услышать ваше мнение. Спасибо большое, Сима. Действительно очень важный вопрос. И в рамках отпущенного времени мы не сможем обсудить все возможности, которые необходимо создать для увеличения пополнения бюджета. Но я хотел бы оттолкнуться здесь от цифр и все-таки вернуться к тем цифрам, которые назвал Ядгур Амирович. Значит, в 2020 году бюджет нашей страны, собственная ее часть, составляла 4 миллиарда 800 миллионов рублей. За эти 4,5 года в 2,5 раза удалось повысить доходы, собственные доходы бюджета до 12 миллиардов рублей. И это, безусловно, очень хорошая динамика, которая направлена на решение острых задач в экономике. Мы все понимаем, что даже этих сумм не хватает для решения тех острых задач, которые перед нами стоят. Поэтому говорить с потолка о том, сколько нам нужно, это будет неправильно и непрофессионально. Нам нужно усилить работу по собираемости доходной части бюджета. Давайте посмотрим по структуре. Как формируется бюджет нашей страны. Более 95% бюджета нашей страны формируется людьми активными, предпринимателями, бизнесом. Тогда мы можем задаться вопросом, что необходимо сделать? Создать благоприятные условия для ведения бизнеса на территории Абхазии. Безусловно, в рамках деятельности это соблюдение налогового законодательства, усиление, кстати, согласен с необходимостью реформирования налогового законодательства, внедрением новых технологичных, в том числе кассовых аппаратов для улучшения собираемости, администрирования. И, конечно же, создание условий для бизнеса. Это льготное кредитование, это доступные кредиты. Вы знаете, что за эти 5 лет, за 4,5 года удалось повысить бюджет не благодаря дополнительным налоговым нагрузкам на бизнес, а за счет администрирования, за счет привлечения и создания благоприятных условий
в экономике Абхазии. Поэтому я считаю, что такого рода направления необходимо продолжать. Еще раз все-таки возвращаюсь. Не работает бизнес там, где нет правопорядка, нет безопасности граждан нашей страны. Эти вопросы взаимосвязаны. В этой связи мы не можем здесь определить приоритетность одного или другого направления. Все эти работы необходимо проводить параллельно. Вы знаете, что те сложности, которые сегодня возникают, это тяжелый послевоенный период, это отсутствие фактически разрушенная инфраструктура, но потихоньку эти объекты позволяют, при восстановлении позволяют увеличить налогооблагаемую базу. Это такие вопросы, как реализация аэропорта и многие другие вопросы, которые благоприятно скажутся и отразятся на бюджете нашей страны. Это на перспективу, да? Вы Да. говорите, да. Да, спасибо большое. Адгур Вадимович, ваш. Да, касательно того вопроса, какой объем бюджета нам нужен, он нам нужен огромный. Ну, сейчас мы все прекрасно это знаем, что чем больше, тем лучше. Конечно, он нам нужен достаточный, как минимум, для того, чтобы мы могли платить заработную плату учителям, заработную плату силовым структурам, чтобы это платили не соседи, но наши, а чтобы мы сами их содержали. Соответственно, также, чтобы мы могли пенсию достойную выплачивать, чтобы наши пожилые жители могли встретить в комфортных условиях свою старость. То есть, чтобы мы могли заботиться о всем нашем народе и, соответственно, всем остальным тем, кто работает во благо Родины, чтобы мы их могли содержать. Вот это минимальный тот бюджет, который нам нужен, и, соответственно, если у нас будет экономика расти, когда народ будет вместе, то мы сможем строить еще различного рода гостиницы, курортного назначения, помещения, чтобы мы могли наших гостей встречать огромными количествами в хороших условиях. Я так понимаю, вы делаете упор на туризм, да, все-таки? Нет, различные направления. Тут не только туризм, у нас нужно поднимать производство, нужно поднимать сельское хозяйство. Сегодня мы должны сами себя содержать и сами себя кормить. То есть множество этих направлений мы сможем развить, когда народ будет вместе, нужны налоговые льготы определенные. И, конечно, учитывая, когда такие кадры у нас присутствуют, но мы в любом случае много чего возьмем друг у друга, как, для того, чтобы консолидировать все вопросы и сделать их общими. Я не хочу, чтобы меня как вражеский кто-то воспринимал. Я действительно каждому человеку, кто пройдет на пост президента, с огромным удовольствием пожму руку, поздравлю и подтвержу, что все, что зависит от меня, я готов всегда для нашей Родины сделать и всегда буду рядом. И, конечно же, как любой из вас патриот, если мы будем видеть, что кто-то из руководства нашей Родины будет какие-то ошибки совершать, мы придем прямолинейно, зададим вопросы по мере необходимости. Мы должны дополнять друг друга и корректировать, поэтому мы здесь сегодня все вместе, мы не враги. Мы все такие же патриоты, каждый такой же патриот, как все здесь сидящие. И я хочу, чтобы мы с уважением друг к другу относились, никоим образом не поливали грязью. Мы должны помогать друг другу. Поэтому я говорю, когда такие кадры есть, я не столько занимаюсь цифрами, я занимаюсь банковской деятельностью. У меня другое представление. Эти там цифры в процентах, мы можем так мозг закрутить человеку. Это все иллюзия. Нам нужно объединяться. Илкауп, того педуцена, и шиф дроевш, эфир шакглоп, и без шакарала, убрезахан, и стахоп, абсофшала старост тирц. А бюджет айзер хараханала тражу, и харак хазукуха ма шахт квароп ма туризм. А глухрат хархарта зинза и гукташу. Ай башрагаланза, ачар бзиамазги, ай башрашта хазаватква, а фабрикаква, чалахинца кроид. Апсна экономика, а глухра азыргижра шкуй и тома. Наски и шпа. А так разцо... Снага от Гура Мираны Паила Халагуна, бас Халага Пушта.
Я сейчас как считаю, что на самом деле нужно развивать все направления. Производство – это в первую очередь сельское хозяйство и производственные мощности нам нужно запускать. Мы должны на сегодняшний день, давайте открыто будем говорить о том, вот, Россия, да, наш стратегический партнер, сосед – это Российская Федерация. Мы должны завоевать в конце до концов уважение наших интересов и нашей точки зрения. Сегодня его нету. Сегодня мы зависимы, когда Россия объявила нашу независимость, она ее забрала. Почему мы ее отдали? Почему мы не можем сегодня в таких благоприятных условиях находимся и идти у них на поводу? Мы же можем и двигаться совместно с народом, и идти вперед, развиваться в прямом смысле этого слова. И сделать так, чтобы у них было уважение к нам, и оно чтобы было взаимным. Вот чего нам нужно достичь сегодня. А мы здесь сегодня на протяжении длительного времени, неважно, кто предшествующую власть представляет, кто в оппозиции, кто новые, как вот в лице меня появились. У нас задача, я считаю, одна, и мы должны друг друга слышать, дополнять друг друга, помогать. Мы должны по периметру закрыть границы, кормить себя самостоятельно, показать всему миру, что мы можем жить без никого. Вот тогда у нас будет независимость, и тогда у нас не будет ни импорта, всего остального. И мы научимся делать все, многое. Мы научимся детей воспитывать. Основная задача производство, сельское хозяйство развить можно легко. Как? А нужно нам, самая основная задача, вот мы ее упускаем, это воспитание здоровой элиты. Это занимает длительное время, мы состаримся, пока мы подготовим ее. Нам нужно сперва сделать так, чтобы экономика у нас и сегодня не в плачевном состоянии. Я почему о цифрах не хотел говорить. Сегодня, если взять определенные отрасли, госкомпании, на 180, на 200 и на 300% кто-то там перевыполняет плановые показатели. Куда это все девается? Что у нас энергетика отключается, когда конфликтная ситуация возникает? Тоже непонятно. Когда народ будет вместе, эти вопросы все отпадут. Мы же разберемся в правде, и будет все направлено в нужное русло. И о коррупции никаких задач не будет. Все вопросы будут решены, когда народ объединится, и когда мы переосмыслим и будем помогать друг другу. Поэтому я считаю, что в единстве сила, и от каждого избирателя, от каждого нашего жителя зависит наше завтра. Поэтому я хочу, чтобы каждый принял участие. И задача каждого, она не будет без внимания оставлена. Спасибо. Бадра Зурабипа, уже отгур Вадим Паус, и это сахя коркна, убас ханигвахтун х нуахго и нухамго. Хара хазлача жасмат лхра. Глхра рджера. Табу бдарадза. شرابري أتقول في ستام إذا تقول في ديمي بيجي حس شاف شحاتهم ومزار شراد تشميك. يجدرود حرا حنكرا جرامي حنوكو حرا حمول شاركوا ما بتشكنا حواش كوركنا تنش بزازر زحالم شحدرود يحدرود يوي بشو ما تقول زاشك يخوي حرخوش ورستوي حري حيزة قزاشة سيز بزوم يتخدنا حواش كوركنا راح حزق عيلن خرا يمي بعجو عروديرة وبرزهن حرا حش كارتوب Апсны ашартра яцыныку ждерот хара экономика арчера зы яцыныку туризм. А туризм агана хелайха зквила хапсли кун хо хаважла рухан аланы оргар талшара рыму. Мабза чахкри асепшихо аймадара. Сгуяна год ариастара корча излаола яха и хартбаруп апстыя тауа ва ицыги изхаруп убрезы ну бинахцо хускоги зыгахцо. А туризм ахохо хомпада глыхрат усмемкат капхедзе энергона акытача анхара айзер харауско еско проект кунагза тупишиш дороипш юнуски жашуксы энергны хаужранза епцаны хамоп акытын хамю яцхрава программа хуш миллион инарейхана аре программа ялахцахит арис хапахцо апхедзе эргона харахкытоку айкурхароп
حركة تكون خو حواجلر تقول زي شيخ ترو شو проект инереханы асепши ко программу ко хацгалар захохи сгуяны год харах бюджет айзер харалшара хауцпхедза ицгерта программу ко ирцахцару уеганы хила акрепсоп хара хайнуцка апсынра яхрхо абра яхтирату алшара хаурц иждерот яра кытын хамю ганы хила хынткар قمتي قحصاكم يتجي عايزر حرحتو قوسكو инвестиция ганы хила хара хотала по инвестиция хкыт хамю ганы хила арташук сквертак зыны миллиард кидри ханы экономика яллахи уй ждырот ярбын уй значит айкра ахоца ждырот арай цверца с голубика хайку культуру ко и уйпшим инвестиции ко хорхарту ко хара экономика ашита зырт бао аглохрат усква зырмын шуло усква хачуп скуяна год асепши қол шарын хау хымпада ашар града хым яцтойоб еге заозер еге алшара хаут экономика архора ашитаргра бреганы хила сара скуяна год ими пахгва усква загид асепш и дырмын шулапха экономика ашитархора зартабу Табу Педуцана. Олег Мсасович. Абартасара по ацагдурму экономика з хавилра з хабстазара з херада. Я считаю экономические вопросы очень важными, в частности вопросы развития нашего сельского хозяйства. Как известно, сегодня локомотивом национальной экономики является туризм. Однако я думаю, что глобальный эффект экономический был бы кратно больше, если бы мы в свое время, да и сейчас, вот в новейшие наши периоды, уделяли бы должное внимание, в том числе вопросам развития сельского хозяйства. Это способствовало бы и достижению более достойного макроэкономического эффекта и выполняло бы еще одну важнейшую задачу – развитие, сохранение уровня жизни, развитие экономики наших сельских районов, сельских местностей, то есть нашего села. Это важнейшее направление, я считаю, которое мы должны развивать. Разумеется, и туда требуются значительные инвестиции, и при этом требуется и существенная помощь со стороны государства. Вложение в инфраструктуру, помощь отдельными целевыми программами нашему сельчанину, нашему сельскому хозяйству, создание небольших фермерских, крестьянских хозяйств. Я думаю, это как раз-таки тот путь, по которому нам стоит идти. Думаю, что это является одним из безусловных приоритетов при планировании нашей экономической модели. Да, я хотела уточнить, что здесь идет не только вообще о развитии сельского хозяйства. Мы говорим о промышленном производстве, об индустрии. То есть, я понимаю, я думаю, что приоритетом все-таки должно быть реальное направление, которое мы, к сожалению, во многом оставляем без внимания. Говорить о бурном росте промышленных производств в настоящее время не представляется, с моей точки зрения, возможным, тем более без устойчивого, привлекательного инвестиционного климата, поэтому я пошел бы все-таки по пути создания небольших компактных производств, прежде всего в перерабатывающей агропромышленной сфере. Если бы мы обеспечивали собственную продовольственную безопасность, кормили бы собственной продукцией наших гостей, туристов, и излишки ее имели бы возможность продавать за рубеж, прежде всего, понятно, на масштабный и дружелюбный российский рынок, то, конечно, мы сегодня имели бы несколько иные показатели даже в макроэкономическом выражении. Думаю, что вот именно по этому пути и стоит идти. Это не отменяет инвестиции, привлечение
средств в другие направления, разумеется. Да, я вот хотела добавить, что местное производство, да, местная продукция, она очень востребована у нас. И для начала бы обеспечить наш рынок тем, что у нас производится, да. Я как раз об Потом этом и уже можно сказал. было говорить в Если экспорте. бы мы пошли именно по этому пути некоторое время назад, то сегодня, как я уже сказал, были бы и другие показатели, и гораздо большее количество людей было бы занято. Разумеется, мы бы уже были бы широко представлены на внешних рынках, прежде всего на дружественных нам рынках. Спасибо большое. Спасибо, Роберт Иванович. Смотрел искать Сары Хаптазаха, Ателихуахуахуахуша, Зиги Элыркадзом, Апсовысфя, Орусфилыс, вот так. Да, мы действительно все это последнее время декларируем, что туризм является локомотивом, но раз он является локомотивом, значит у нас, слава богу, как наши кандидаты говорили, и Адгур Амиранович до этого тоже говорил о том, что ввиду того, что сегодня ситуация такая в мире сложилась, и сегодня российский турист в большом количестве идет отдыхать в нашу страну, безусловно, задача должна была стоять таким образом. Туризм, понятно, отели, мини-отели, гостиницы, но возникает возможность, значит, надо развивать, раз мы говорим о туризме, значит, развивать надо туристическую индустрию. То есть, что понимается под туристической индустрией? То есть, автоматически это вся промышленность, пищевая, задействовать сельское хозяйство, наши села, безусловно, и не только села. То есть, нужно обшивать, нужно одевать, много-много-много, вплоть даже до сувенира, до сувенирной продукции, наши ремесла. Все это можно было развивать и давать бонусы, давать гранты, разного рода формы, поощрять наших граждан. И при этом даже если, да, мы молодая страна, нам сложно, но в какой-то мере государство должно было подсказать и предложить ряд проектов. И те, которые могут и имеют возможность, и имеют образование и квалификацию соответствующую, могли бы это все реализовывать. Это очень важно. Но я хотел бы еще одну вещь сказать. Мы бы к этому тоже могли бы быть готовы. В недалеком прошлом тоже мы и чайную отрасль загубили, и табачную отрасль загубили. И что самое интересное, за словом «загубили» стоят огромные деньги. Огромные деньги. Мы загубили более миллиона корней плодовых культур. Разве это не должно было быть сегодня, не должно было работать на нашу экономику? Разве не должно было нам дать возможность иметь рабочие места, и люди бы работали? Я вот на примере Меркулы. Даже частный сектор, который был и который имел возможность освоить наши сельскохозяйственные угодья, засадить разными плодовыми культурами и тем же виноградом. Посмотрите, что творится в Меркулах. Я, насколько знаю, там живут мои близкие. С их слов я знаю, люди радовались, они работали, они имели, кто-то сторожем работал, кто-то возделывал, кто-то занимался разной работой. И крестьяне, наши сельчане, имели возможность, помимо того, что они занимались своим трудом, они еще имели живые деньги. Но, к сожалению, экономика страны наша пошла таким образом, что вот загубили мы все это дело своими же руками. И никто за это, что самое интересное, ответственность не несет. А за этим стоят действительно огромные деньги. И что самое интересное, это средства были Российской Федерации, большей части из них. Что и подрывало наш авторитет. Это же очень важно. Вот так я бы ответил на этот вопрос. Да, спасибо большое. Вот хочу сказать пару слов. Зрители пишут. Ну, вы понимаете, у нас эфир на 2 языках. И очень большая просьба, те вопросы, которые мы задаем на абхазском языке, по мере возможности отвечать на абхазском. Это не я никому не в обиду, вот хочется, чтобы... Хара арея на Сашубской цаз, и Шахарчио Хапсо Бсфяла, и Шахарчаз, Ехя Сара Насайока Ависша Ирхотна Акздырова статистика, Яховшо аналитика, Яховшо, Яхя Абсенра,
наоборот, сегодня стало людей меньше говорить на абхазском А, языке, к вы сожалению. И мы аздарах сами итах тоже стали кижует плохо хара. говорить на нем. ويستعرف يتحكي شوية ويبخا وجو أتقول أميرانها هتفسدوت. Итого, о промышленности вы спросили. Я просто некоторые цифры вам приведу для понимания того, что происходит за последний период времени. Вот вы справедливо задали вопрос, и такое было предложение о том, чтобы даже обеспечить внутренний спрос. Вот за последние 4-5 лет объем промышленного производства, если говорить о стоимостном выражении, с учетом инфляции, сократился на 22%. Количество занятых в экономике за последние несколько лет сократилось на 1700 человек. Только в сфере промышленности сокращение 294 человека. А вот эти цифры... Это официальная статистика Управления государственной статистики Республики Абхазия. На сайте эта вся информация есть. В сфере сельского хозяйства сокращение на 28%. Это вот за последние 4-5 лет происходит. Это, вот если говорить в натуральном выражении, производство вина сократилось на 16%, производство минеральной воды вообще на 40% сократилось, производство пива на 26%. При этом импорт, вот то, о чем вы справедливо заметили, импорт увеличился вот с 2019 года более чем в 2 раза. На сегодня, вот по итогам 2024 года, импорт товаров в Республику Абхазия составил 48,1 миллиардов рублей. При этом экспорт всего 8 с небольшим миллиардов. При этом получается, что мы в Абхазию привозим товаров в 5 раз больше, чем мы экспортируем. То есть вот такая сегодня ситуация у нас в стране. Теперь, если мы говорим о развитии села, село для нас это не только экономика, это в первую очередь демография. И вот если мы в этом контексте рассматриваем, потому что вот даже если говорить опять возвращаться к статистике, у официальной статистики, численность населения в Абхазии за последние 4 года, 4 с лишним года сократилась на 1713 человек. Для сравнения с 2014 по 2020 год численность увеличилась на 3396 человек. Более того, значит, количество мигрантов в нашей стране, из Средней Азии, из других стран увеличилось в 2,5 раза за последний период времени. Мы плавно перетекаем в Притом- другие Да, темы. Да. да, Хочется секундочку. конкретно услышать, какие Я вы будете понимаю, шаги да. предпринимать и ваше видение. Приток, даже вот наши репатрианты в 4 раза сократилось. Вот это реальность, которую мы имеем. Что касается развития села, развития промышленности, естественно, село, если мы рассматриваем через приоритет демографии, развития языка, развития культуры, мы должны полностью перезагрузить отношение государства к сельскому хозяйству. Потому как современные технологии, современные сорта, современные методы обработки земли, это все нужно поменять. Это целая система. Институт сельского хозяйства, Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики, Министерство по курортам и туризму. Все они должны работать в едином организме для достижения конкретной цели. Но, к сожалению, еще раз говорю, вот 3 минуты это очень мало времени для того, чтобы такие объемные вопросы освещать. Понимаете? Я все понимаю, но, к сожалению, это не от меня зависит. И вот мы хотелось бы сегодня, чтобы... такие достаточно поверхностные Да. вопросы. Вы должны Ну, это понимать, и Ну, наши на это и телезрители рассчитан должны прямой понимать. эфир. Мы не можем... Понимаете, это не выступление Нет, это не к одного вам, человека. да. Больше Это не к вам, конкретики, конечно. Если неправильно поняли мысль, ее можно сразу корректировать, останавливать человека или нет? Или это уже в последующем вопросе, нам нужно выбирать время, чтобы нам туда вставлять ту мысль, которую неправильно Нет, но её если у вас интерпретируют. останется время, когда вы будете отвечать на следующий вопрос, вы можете продолжить. Вот Да, туда, свою мысль можете да, продолжить. да. И вот Не я будем. хотела заметить, что зрители делают нам замечание, что мы не уделяем должное внимание государственному абхазскому языку и просят говорить и отвечать на вопросы по мере возможности на родном, на нашем государственном абхазском языке. Спасибо. Вот хочется, чтобы хотя бы на те вопросы, которые мы задаем на абхазском языке, Чтобы, вы, да, вы звучало. могли бы ответить на абхазском, потому что на русском языке очень много у нас вопросов. Так, дальше мы
Мы переходим к следующему вопросу, тоже касается экономики. То есть сегодня все вопросы, это ваша сфера деятельности, вам они все близки. Хотелось бы поговорить, вот мы говорили о развитии села, мы говорили, да, плавно перешли. Здесь идет прямая корреляция развития села, развитие, получается, производства, да, и продовольственная безопасность. При этом нужно поддерживать малый и средний бизнес. Вот существующая налоговая политика и поддержка предпринимателей. Вот хочется ваше мнение узнать по этому поводу. Кто начнет? Давайте с вас начнем, Олег Мсасович. Этим вопросом, важнейшим вопросом, уделено достаточно серьезное место в нашей программе. Разумеется, наша налоговая система требует серьезных изменений. У нас предусмотрена достаточно серьезная реформа нашей налоговой системы. Особое место уделено упрощению налоговых процедур, снижению налогового бремени. Особенно это касается наших малых предпринимателей, начиная от самозанятых до среднего бизнеса. Я считаю, что это очень важный аспект, поскольку когда снижается налоговое бремя, но при этом расширяется, становится более обширной налогооблагаемая база, я думаю, это как раз и есть тот самый оптимальный путь, по которому нам стоит идти. Разумеется, здесь и стимулирование деятельности сотрудников наших фискальных ведомств, строгий контроль за ними, ужесточение отчетности с их стороны, больше прозрачности при помощи внедрения цифровых технологий. Вот это кратко, тезисно, пунктирно могу обозначить направления, которые мы видим для себя, те действия, которые обязательно будем принимать в случае обладанием полномочий на этот счет. Думаю, что реформа налоговой системы способна заметно оживить наши показатели в целом. Уверен, что это с пониманием воспримут и представители нашего бизнес-сообщества. Кроме того, считаю, что здесь же, в этом же ряду, должно стоять реформирование некоторых положений, некоторых отдельных законов, которые, на мой взгляд, носят ограничивающий характер. В частности, мы все говорили в свое время в ходе предыдущей предвыборной кампании об отмене ввозного НДС, который, на мой взгляд, возможно, решил какие-то сиюминутные вопросы в короткой перспективе, но потом, конечно, произвел негативный эффект на развитие нашего малого и даже среднего бизнеса, поэтому, не желая делать безответственных популистских заявлений о немедленной отмене его, все-таки скажу, что необходимо продвигаться по этому пути, возможно, ввести определенные градации по постепенной отмене этого закона, облегчении этого бремени для наших малых и средних предпринимателей. Я почти уверен, что это принесет достаточно оздоравливающий эффект в целом для нашего малого и среднего бизнеса. А как известно, мы без участия, без развития и поддержки малого и среднего бизнеса не решим важнейшей задачи, на мой взгляд, создание среднего класса нашей страны, который, как известно, является фундаментом любого государства, любой страны, любой нации. Спасибо большое. Мы очень вышли за рамки. Я очень извиняюсь, не хотела вас прерывать, но таймер вы сами видите на экране. Да. И чтобы я никого не прерывала, и моя коллега, мы просим наблюдать за таймером. Мне просто не видно, где он. Вы можете посмотреть. Так, кто Он появляется, и когда... Понятно.
вы можете ориентироваться вот на таймер. Кто следующий? Роберт Иванович. Что касается налоговой нашей политики, безусловно, ее надо пересмотреть. Сегодня, опять-таки, я возвращаюсь к ответственности. Сегодня ничего практически, можно так сказать, не несет предприниматель, не уплатив налог. Сегодня нет таких санкций, каких-то серьезных, которые могли бы его сподвигнуть к тому, чтобы он в срочном порядке платил налоги. Во всем мире, значит, это считается уголовным преступлением и считается очень даже серьезным преступлением. Человек, который не платит налоги, это преступник. То есть он не пополняет бюджет и не участвует в строительстве нашего государства. Это очень важный момент, потому что иначе, если все то, что должно получить государство в рамках той формулы, которая установлена, то государство должно ее получить. Иначе других вопросов, которые у нас стоят остро, безопасность, образование, здравоохранение, мы решить не сможем в полном объеме. В этой части я считаю, что нужно вносить соответствующие изменения. И вообще нам уже нужен пора кодекс, налоговый кодекс. Мы к этому уже подошли, и в этом есть большая необходимость. Есть еще один такой момент. У нас все перепуталось в стране, и я, например, хочу сказать о Генеральной прокуратуре, которая имеет отношение к этому. Если налоговый орган уже проверил, и после налогового органа пришел какой-то другой контрольный орган и увидел нарушение, то я считаю, что я не имею права предъявлять уже этому объекту контроля. Предъявлять уже надо налоговому органу, где лежит уже акт за проверенный период. То есть в этой ситуации у нас немножко, мы не соблюдаем эту субординацию, и, соответственно, мы все пытаемся сделать объект контроля виноватым. То есть пришла Генеральная прокуратура, пришел там внутренний орган контроля исполнительной власти, пришла налоговая, пришел ОБЭП и постоянно виноват объект контроля. То есть главный уполномоченный орган у нас в стране по начислению, по проверке начисления, по полноте поступления в бюджет является налоговая инспекция. То есть если там уже материал лежит, то, соответственно, мы уже претензии приняли. То есть объект уже проверен. То есть вот этот момент нам надо менять. Это что касается налогов, так в основном, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Я думаю, я смог донести мысль свою. Что касается предпринимателей, поддержки предпринимателей, безусловно, конечно, государство все усилия должно прикладывать для того, чтобы помогать. И если тем более есть у нас люди, которые имеют бизнес-планы, их надо поддерживать, создавать соответствующие условия, создавать соответствующую среду. И более того, нужно подсказывать и говорить, какую сферу, какая сфера не занята сегодня, в какой сфере они могут себя лучше и больше себя реализовать и дать больше пользы для нашей экономики и для наших граждан. Извините, Роберт Иванович, простите, мы вышли за да, рамки. у нас мало времени. Да. Адгур Амиранович. Вы Вопрос готовы? повторите, пожалуйста. Про малый бизнес был Про вопрос? поддержка малого и среднего бизнеса и вот налоговая политика. Ну, Вот в как целом, вы коротко скажу, почему важна поддержка малого бизнеса и почему важен вообще малый бизнес. В развитых, высокоразвитых странах более 60%, как правило, валового внутреннего продукта формируется за счет малого и среднего бизнеса. Если есть такой показатель, экономика считается более устойчивой. Почему? Потому как волатильность экономики подразумевает определенные кризисы, спады и соответствующий рост. Вот если экономика состоит исключительно из крупных компаний, если в случае кризиса несколько компаний крупных разорены, то экономика проседает очень сильно. А если большое количество малых предприятий, то вот эта волатильность, малое предприятие всегда легче переориентируется. Одно закрывается, два открывается. Поэтому это очень важное направление, я поэтому так подчеркиваю. Что нужно сделать? В нашей программе есть несколько шагов, которые направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства. В первую очередь это создание
в случае нашего избрания нашей команды, уже в этом году создание гарантийного фонда для малого бизнеса с бюджетом минимум 100 миллионов рублей. Ну, посмотрим там по возможности бюджета, если получится уже в этом году сделать и больше, сделаем. Разработать и направить в Народное собрание, парламент, проект закона о поддержке малого и среднего предпринимательства, который будет предусматривать налоговые льготы, то есть освобождение от налогов для начинающих предпринимателей, малых предпринимателей. Льготное кредитование там предусмотрено? Я сейчас скажу. Для предпринимателей на первые 3 года, чтобы у них была возможность накопить определенный финансовый капитал для того, чтобы дальше развиваться. Ну, уже на 4-й год у них появится налоговая нагрузка. Что касается льготного кредитования, я выше сказал про гарантийный фонд. Гарантийный фонд как раз он нужен и для того, чтобы обеспечивать гарантии для выдачи кредитов для малого предпринимательства. Потому как у многих начинающих предпринимателей отсутствует возможности залога. То есть для того, чтобы получить в коммерческом банке кредит, им нужно обеспечение. У них его физически нет. И вот в этом смысле на открытых конкурсных основах те проекты, которые будут одобрены, те проекты, которые пройдут через комиссию, они смогут претендовать на получение гарантии со стороны государства. Что касается налогового законодательства, не так давно парламентом был принят закон об упрощенной налоговой системе. Речь идет, ну, простым языком, это налог с оборота. К разработке этого закона я тоже имею отношение, но это хорошо, что этот закон принят, но там есть определенные параметры, там, если я не ошибаюсь, 50 миллионов годовой оборот. Эти параметры были заложены еще в тот период, когда мы над этим законом работали. Я считаю, что учитывая, что только за последние 4,5 года инфляция 42,3%, эти параметры можно увеличить. То есть, что касается налогового законодательства, уже есть основа неплохая, которую можно расширять и использовать. В принципе, по налогам в целом для бизнеса, если вопрос стоит, я здесь согласен с Робертом Ивановичем, что давно назрело время разработать и принять налоговый кодекс. Но и количество самих налогов необходимо сократить. Если говорить о внебюджетных фондах, я об этом уже говорил, у нас несколько внебюджетных фондов, которые, как и администраторы доходов, так и расходов являются сами фонды. Есть идея, она не новая, эта идея создания единого социального налога, который будет объединять все эти отчисления от заработной платы. Соответственно, общая нагрузка на фонд оплаты труда сократится. Это позволит стимулировать, вывести из экономики, из тени фонда оплаты труда и упростить намного жизнь самим администраторам этих платежей, так и предпринимателям, если коротко. Спасибо. Ну, вашу мысль, я думаю, вы донесли до зрителей. Я еще очень много хотел чего сказать, но ладно. Адгур Вадимович, слушаем вас. Что касается развития среднего и малого бизнеса, безусловно, необходимы налоговые льготы, нужно создать для них благоприятные условия для того, чтобы они вообще для того, чтобы первое стимулировать их к тому, чтобы они переходили на безналичный расчет. Это безопаснее, то есть в кармане средства никто носить не будет, никаких угроз никому представляться, соответственно, на улице не будет. И необходимо также в плане кредитования, несмотря на то, что я противник кредитования, да, безусловно, чтобы развить эту отрасль, нам необходимо привлечь, вообще моя точка зрения, как банкира, долгосрочный кредит, не ходить с просьбами, с протянутой рукой, чтобы нам соседи давали материальную помощь, а именно добиться того, чтобы на уровне взаимоуважительных отношений, чтобы мы получили под маленький процент долгосрочный кредитный займ, который будет возвратным, платным и срочным. И, соответственно, кредитовать все эти направления, моя точка зрения, я вообще хотелось бы попробовать на примере Эмиратов делать кредиты беспроцентными, чтобы банк являлся долевиком, там и ответственность будет и у банка для развития соответствующего бизнеса,
или определенные отрасли, развиваться будет оно гораздо быстрее. По сути, это та же инвестиционная программа, только уже на совместных условиях. И как только будет развиваться все, я думаю, и бюджет расти будет, налогов будет больше. То есть, в принципе, я все сказал. Я хочу добавить касательно того, что моей точки зрения, в принципе, здесь много идей, и у нас здесь сегодня есть, еще услышим. И еще есть люди идейные, которые нам подскажут, что нужно добавить именно для развития этого направления. Мы можем собирать именно представителей среднего и малого бизнеса, соответственно, руководителей финансовых институтов и общаться на эти тематики. Касательно того, что я говорил, закрыть границы, я не имел в виду по факту их закрыть. Я это к тому сказал, что границы закрывать никто не хочет. Наоборот, шелковый путь нужно запустить. Моя точка зрения. Я что хотел сказать, что мы должны дорасти до того уровня, чтобы мы себя обеспечивали. Да? Вот, о продовольственной безопасности, там речь тоже была. То есть мы должны минимизировать тот объем продуктов, который необходим нам для импорта. Чтобы, наоборот, мы здесь себя могли гостей накормить, напоить и сами себя. В принципе, я все сказал. Спасибо. Спасибо. Бадра Зурабович, сейчас вы ответите, и потом мы вот этот блок заканчиваем, перейдем, сделаем паузу, и потом снова вернемся. Ваши 3 минуты на ответ. Спасибо большое. Значит, действительно, для поддержки малого и среднего предпринимательства необходимый комплекс мер для поддержки этого направления. Я ранее говорил, что львиную долю нашего бюджета составляет формирование собственных доходов, составляет именно предпринимательство. В этой связи, безусловно, это вопросы налогообложения. Вы знаете, что в 2021 году мы внесли законопроект, который был принят об упрощенной системе налогообложения. С 2025 года он вступил в силу. Уже более 400 организаций подали заявки на переход на более упрощенную форму налогообложения. Это тоже, безусловно, является стимулом для упрощения нагрузки на наш бизнес. Вы знаете, что параллельно мы вели работу по поддержке малого и среднего бизнеса. Разработана программа, в рамках этих 3,5 лет мы направили порядка 200 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Считаю, что расширение этой программы является одним из важных направлений развития. Более того, недавно у нас с российскими коллегами была встреча, и в рамках этой встречи мы договорились, что на поддержку малого и среднего предпринимательства Абхазии будет создан фонд, объемы которого 100 миллионов рублей на текущий год. Уверен, что такая поддержка будет необходима для наших предпринимателей. В этой связи, хотел бы еще отметить, что у нас в парламент страны внесен закон о малом предпринимательстве. Это создаст наиболее благоприятные условия для небольших организаций, для людей, которые заняты частным бизнесом, для их более комфортного, более удобной реализации своей предпринимательской деятельности. Считаю, что те меры, которые способствуют улучшению качества работы предпринимателей, их надо поддерживать. Это, еще раз, льготное кредитование, упрощение налогооблагаемой базы и, конечно же, чтобы фискальные органы не так часто проводили контрольные проверки. Зачастую это мешает предпринимателям спокойно развиваться и развивать свою деятельность. В этой связи я уверен, что не уверен, а мы уже отразили это в своей программе. Эти мероприятия мы проводили эти годы и дальше продолжим реализовывать их. Итабу Бедуцана, Бадра Зурабыпа, Хатырскотель Хопшча, Уажи Ат Кыларакахцой, Танавис Хагижует Хайфирах. Нам
сейчас, да. Сейчас я посмотрю, папа. Мыждал из банзара телехопшша асует ириует, а безша Ҳаҭырзқәа телехәаԥшцәа, ҳаҭырзқәа ҳкандидатцәа, азҵаара сҭирсҭахуп аԥсышәала, ҳаҳәынҭқарра, ҳаԥсуа ҳәынҭқарра бызшәада, изыҟалома ҳаԥсуа ҳәынҭқарра бызшәада, шәара аҳәынҭқарра ахадарахьы шәнеир, шәеизарақәа мҩаԥыжәгалома аԥсуа бызшәала. Ишԥаҟало убри аҭагылазаашьа, шәара зегьы ишәҭиит аԥсуа ҳәынҭқарратә бызшәа алхратә комиссиаҿы, убри азыҳәан иаҳҭахуп аԥсышәала аҭак ҟашәҵарц. ателехәаԥшцәа роуп раԥхьаӡа иргыланы, абра иахьа еилаҳамгап азакәан, аԥсышәалагьы иаҳдыруа, нас ԥсышәала иаҳҭиз азҵаарақәа ҳшәыҳәоит, иааркьаҿны акәзаргьы ԥсышәала аҭак ҳзыҟашәҵар даараӡа иҭабуп ҳәа шәаҳҳәон. Анаҩс адебатқәа рахь ҳаиасуеит. Иалагода салагап аԥсуа бызшәа ҳацәгьаны, ус аҟара цқьаны ҳзымҳәозаргьы ҟалап, уи избан акәзар иҟалеи шәара ишԥыкәу ишышәхәыцуа. Уи ҳмилаҭ ҳаиҳабацәа ихароуп, ҳмилаҭ ихароуп, избан акәзар милаҭ ус иҟаҵатәуп ҳаԥсынраҿы. Адәахьы ҳаныҟо аԥсуа бызшәала еибаҳҳароуп зехьынџьара. Ауаа асасцәа ианааиуа арахь аҭырџьман ирыԥшаауа ихәҭоуп урҭ рзыҳәан. Ҳара даҽаџьара ҳцозар урҭ рбызшәа ҳаздырӡом. Ну, я сейчас на русском дополню. На самом деле, действительно, да, есть пробел в этом направлении, и мы сейчас не должны акцент ставить бызшәа иаҳдыруат и лахка. Вот. Есть пробелы в том, что нам нужен опыт. Да, в деревнях мы забросили
Действительно, последнее время деревни, Апсуара тянется оттуда с деревень, и мы им мало внимания уделяем, мы не ездим по селам, не общаемся уже давнее время. Нам нужно помнить, что наши корни, каждого абхаза, корни находятся в какой-то деревне. И действительно, язык должно государство ставить первоочередно, чтобы в обиходной жизни мы общались на абхазском языке. Все люди, то есть люди, иностранцы, которые приезжают сюда, я считаю, что пока мы не добьемся этого результата, будут сложности, будет наш язык, я не знаю, либо в таком же формате двигаться, либо мы его затеряем. То есть Министерство образования должны мы поставить задачу и также совместно всем народам прийти к тому, чтобы на улице разговаривали на своем государственном родном языке. Тогда будет наш язык прогрессировать. Пусть у иностранцев, которые въезжают сюда, неважно с России, откуда бы ни приезжали, пусть они ищут переводчика для того, чтобы общаться с нашим народом. Вот какой результат. Ну, такая оказия выходит. Мы говорим об абхазском языке. Да. И об абхазском говорим именно да, об абхазском. И говорим на Апсо бызша языкны урысшала так хахсот. Так хахсот, да, избанак зарну харадзан. Вот и лахкавод сиги. Можно вам вопрос, почему вы на русском общаетесь в процессе нашей Мамо, на улице, почему вы на русском общаетесь? Конкретно вы меня имеете в виду? Из вас вы на русском я свободно говорю на абхазском и на русском. Я понял, но вы же на русском. Давайте не препятствуете? От каждого зависит. Все понятно, я услышал. Каждый должен внести свой вклад в это дело. Бадра Зураби Пав? Рі ходырысцо сцару, харах милат, ходыр айкур хырызы, имчидзац милат, ходыр сцудзыз, ходыр бахаб шо, хапыз шайкур хырыз цару шо. Ехя хумпада хапыз шатыгыла зашы, дары водаю, уяу даюра, мзыску гиядзо, бзидзаны бждырот, харах мачроп, апхедзы наргылана, аха еге ус иқысырге ашушуксқо иртагӡаны ҳара ҳкультура ҳқьабз еиқәырханы иаазго, ҳаидкыланы ҳажәлар ҳаазго ҳбызшәоуп. Убри аганахьала аҳәынҭқарра иахьа изгәанаҭоит, ирацәаҩуп изгәазҭо аҳәынҭқарра ахаҵгылара ҟанаҵароуп. Аха аԥхьаӡа иргыланы ҳара ҳбызшәа хџьо аҭаацәараҿоуп. Ҳара ҳҭаацәараҿоуп ианбыкәыз асовет мчра ныҟаз аума, асовет мчраҿы иаанӡа аҳәынҭқарра ҳбызшәа ианбахаҵгылаз. Уи иара иааҳарԥшуа хдыроуп алшара ҳазҭо абызшәа аиқәырхара. Иахьа иашоуп аамҭақәа аҽаԥсахит, иахьа иҟоуп атехнологиақәа ҳбызшәа аҭагылазаашьа зыруаду, ижәдыруа ҳҿар зегьы иахьа абри аҭел аимадара ҳзышьҭоу, интернет ҳзышьҭоу иаҳа ирзымариахеит атәым абызшәа рыдкылара. Убри аганахьала сара сгәы иаанагоит, знык мҩакы салацәажәахьеит, ҳара ҳбызшәа адырыҩцәа еиҿҿакны ҳәоук ылырхароуп ҳбызшәа аиқәырхара азҵаарақәа рзы. Избан акәзар, убри азҵаараҿгьы ҳара ҳәаҩқәа мшәых ҳамоу инамаданы апроблемақәа ҳазцәырҵуа. Ижәижәаба шықәса ҵхеит, ҳара ҳазқәныҟәо аметодика абызшәа аиқәырхаразы ҳаламцәажәаӡацт, ҳазымнеиӡацт. Ари гха дуны ҳара иҳамоуп. Насгьы ҳара ҳашкол аҿы ҳбызшәа ҳарцәажәароуп. Иахьа аԥшьбатәи акласс аҟынӡоуп ҳара ҳахәҷқәа ҳҿар ԥсуа бызшәала амаҭәарқәа инархысоуп. Ажәеизатәи акласс аҟынӡа иалгаанӡа иалагалатәуп амаҭәарқәа. Ас еиԥш иҟоу амаругақәа, ахархәагақәа ҳҳәынҭқарраҿы иамоу ҳхы иаҳмырхәар, уаҵәтәи абызшәа аҭагылазаашьа даара иуадаҩхоит. Нас аизарақәа мҩаԥаҳгалом ҳәа шәызҭаауа. Сара уи сызҿлымҳауп, ари кандидатс ҳҳәынҭқарра ахадара шҟа дҳақәӡам, зны акультура министрра саныҟаз, лҵшәақәак аполитикаҿы иалзго дҳақәӡам, исыдыскылеит аԥҟара акультура министр аҟны ашәҟәқәа аимадара зегьы аԥсшәа шҟа ииаганы аамҭала. Ари зхаҟасҵоз сара гәыкала ҳара ҳбызшәа аҭагылазаашьа еилкааны аиқәырхара азҵаарақәан сышьҭаз. Сгәы иаанагоит уҩыза алшара агәрагара ҳажәлар иаҳарҭар, сара аԥхьаӡа инаргыланы, сара ҳбызшәа ахархәара иҵегь инарҭбааны сызнеиԥха. Ҭабуп дарыӡ. Олег Мсасиԥа. Сара иркьаҿны исҳәот, аҳәынҭқарратә бызшәа адырра хымԥада иԥҟаразароуп.
Апсыфила цвявера цагдуамоп и гетохоп. Ой, рада. Ага. Аудитория юниски. Уарыла сара убасы схарстахоп. Исху зиге. Отпила уа. Зиге илыркарат убасы стахоп. Иацысҵарҟалома абра ишәҳәо, нас Я- ҳтәыла-тәылауаа зегьы аԥсшәара ҳауа иҟаҵатәӡами, Уи раԥхьаӡа иргыланы, убасҟан акәхон. Иаҳа ианиашоуп. Ара иахьа пыфера ракзама хамова. Я хочу сказать, что вопросы языка крайне важны. При этом уже высказывался на эту тему неоднократно, скажу еще раз коротко. Необходимо упростить и в то же время сделать более доступным повсеместное изучение абхазского языка. Это не для галочки должно быть и не по обязательству, а это сделать действительно привлекательным процессом, начиная с самого раннего детства. При этом хочу сказать о социальной подоплеке этой проблемы. Когда 7 тысяч детей в Абхазии не могут попасть в детский садик, о чем можно говорить, не хватает садиков для наших самых маленьких граждан, где они должны постигать азы помимо семьи, в том числе абхазского языка, социализации и других вопросов. Это к тому, чтобы не привязываться к формализму, сколько минут надо говорить на языке и какие экзамены нужно сдавать. Это все очень важные нормативы. Но начинать нужно с простых, понятных, очень необходимых и обоснованных вещей. Это мое глубокое убеждение. Спасибо большое. Спасибо. Табуб. Роберт Дуанипа. Эй, башраяла ганза. Хара яххара сон акрча. А телехоп шрача зин хамадза мачавера псифела. Шахтахо. Ира хашкол коршаги. Уя аранс хаматва хамадзамас. Сара аурус школ салгет. Тварчалпе. Увриздрово сиги убра фундамент убро Нателла Решевна. Лабзаурала издоровья хиги. Обожюсь шажет обсыфила. Хашча хахисча хапача. Ахучка. Айбашра хаяет. Архая курцит. Яхпархага дехя. Шажет обсыфила. Акрча игрнерчел. Харара ханхет. Апхия янысфаз нас апсачарах схысырхет ирасфет ханапачус игиот ихя хазым чажу. Сара сухтала йолхар нас азин бисфя, а экономика бисфя, а политика бисфя. Исчу даю. Хапхедзон, аусур курча, ауса нахуа, и кепхени хамадзам. Исчертит апснаханкара парламент аканпи Снерейзера, депутатшера, раканпи этаж гороба, а закона контрольная палка. Илыскает. И тазгот, ахари закону, маца и тазгот. И таргет, а редакция яхтит, Бориска Джай, тайгет, ахари шикурготу. И разакон гехама мехя. Псифилы номера. Апсфи версия хамма. Сейсим бадзац. Псифилы ну. Апсфи бсфя, а закон. То есть хэнкар бысфя закон. Ваяну зиги еще парламент же законопроект кое и не его зиги знапсыфил я назару. Нас и так гору порусфил. Апсо версии георус версии еще курваны азаро обжи артаро. И комаус ахада и канпи халамгар. Парламента яламгар, зака, обосвяй идзуй. Я хочу и шерху нас убре, аус и тысау, яцклапшо и шерхуала, адзрей, что кучу-кучла, мы меньше стали говорить на своем родном языке, к сожалению. Я во многом согласен с кандидатами, которые говорят. Нам надо сделать его так, чтобы он был очень модным, привлекательным и доступным. И яхя нас
Хари шахдруала бюджета ша яузычный о в миллион абсолютно все фонд яхту. Аха юни жижеба миллион ка банкет ко яхту. Ишпауи. Шахшевица кейла хкай. Нас приоритет абадзами, адзам с яра приоритет амазарами. Но задача должна же стоять. Где эта задача? шалах шкалар. Ай, Уишарах шизистра зыштвазара. Илускайт, шисара яра айзера койна имя имя пахго. Насауа хабы чыкшнук гиртхшими пыргуяшами усяла гатуб. Уси сылым шозар на сакядо кепкены хымпада, хымпада. вапхя проблема адзамехя вапхет лучше чархал ход. Хымпада. Итабуб. Аргура Мираны па. Итабуб шусара ария цак ду змо сароп яшоп апсубас шапхи харглузроп апсо хенткара харглузро апсубас шапхи харглузроп ихео тглазаша адвги яхкуб хазом йилкау аха занзаска кымзрак халамшит нырхуги уиги сакушахадзым избаногзар иоп зигургеша хакучква дари рачуюп апсубас шад убаси бзини чавю программа опа школка усрот аха апсобас ша ганахала хара ахвинткара ганахала хазнешо вахопшурут ахозер ю бароту оп штен баршил шут апсва худжбахча акт апсва худжбахча алашара атглазаша зипшо апсва школ ажбати школа акотве школа атглазаша зипшо нас апсва драма театр атглазаша убартызиге нейдукалаги убарту пахинткара ганахала абри апсва басша ера апсва культура апсва аламас апсва цас абри зиги нас азнейша ера ашколку орту хозер ехя апсны об шки юни жух школ убатыр онпи апсва школ апсваске школ ха юни жа школ апсва школ аурос апсва бисфей лапсаны о жав школу аурос урысшала цара хырцу хучка аурос школ хайп хезу юни жав школу убрялаги убартоп атглазаша апсва бисфарца ича ихя статистика обшозер пшиши жухви кропио ес хазом избанок зравжа алхраква нас алхраква харчми айплраква хаму нас айрмана кат айрман шаханхо ката куржгахни вот нас пшапа айгаха на школа шхни ахра сыртит нас шалхна шхалозера бяпсу бисша хавучкер цар тахуб айрман ферцар тахуб арци шахас хазом ацхара рахаш йоп нас аджу иджи нас рула фохудари мачу убризахано убриата глазаша хапсахру ахвинткара бра Роберт Иван ипа иши зала сяко сикушахату бизбануга в миллион матка зоужна гинас гирти випшим хархарта гоганахала ижежеб хайра хана миллион азоушна уянаго приоритет иглазам рапсобасша ахапсобасша ханала швра бадра зурабоч зраби пайхита бриата чарчу чажозроб сукшахату бадра зураби па ахабриата чази зигерукс уигиаша замизбану зарсара апхегис фахит стачарчу англис бисфаж гиздерзу нусуси али торулха асесмцей уянагой ичцна абри ишхаз сакшахату ичцна методология икоршана яктуалу убризиге хаярхона хахучко исхо убарти бзиедзен ирдура ахцаро нас апсобас шаханалат шу исмхарги алазом аллама сапхи харглозро бизбаногзер ера апсура заку ахучко ирдурузро баш апсу псушла чажот хагузам ера апсобас ша апсу ицас заду иликазро бабре школа корчо айбешрамаш шокспак инрлагзана апсура заку дырцон усиона программа нас я урхит убриги харгижро нас абартайзера культушм хей уж сарабрасукол но учу на хосайзера кузи псишола има пахбот хасхар у яшу буим цуп избанок за уизал шара хамазам ахауяме хафлот хомпада апсобас фе халшо
Алла Хасхраут. Итабу. Митабу. Яша Ашагеру. Беказ. Аха приоритет хасаблы азарову бри. Сакша Хату. Программа Абриала и Абзар, Хрукшоп. тус комментарий к анролога хака наха абри сра сухчу а школа чуднейна идерцандес хаугзум ахдыр два штупа тацвачап хинергылад тацвароп эксерха забсша ихад жахиб гухна бесфейк хахот хаусхтукла скуяда гот хахахот يفحص حايت شقانا قرقيلا حكايت وجو حيا سبيجي وختخ هي في الزبشز Апхи гылазароп. وجو زيجي الزبشز رابخ زيرقلن شرا في الزبشز كاندидат رديباتكو وجو شرا السارة بيمش درالشويد يالا года гвахи размада уезхун нас гис гуяна гойт апсышила гесара пеймыш дапху Апсышала шиитшажеп. Яла года. Шара дал шхялагу. Шо пора я хамус я хамома кина. شري اشتخنا دبادك فرح حي سر شرا شالا قال سوسا Сида نبخ загир тахана. نو يا ها شرا شاكو نغوا رزماز وس ناس جزدار حقو يا خو نبسشلا سار شتي يزدكي Уиги ахцаб шахатарза. Шахатарза. У меня вопросы, в принципе, у меня много этих вопросов. Сколько могу вопросов задавать? Ну, сейчас мне сообщают, что один вопрос. Кто вам сообщает? Ну, вот из студии Давайте сообщают мы мне. по-другому поступим. Так как у нас сегодня дебаты, и я уверен, что нашим гражданам интересно послушать ответы на практически все вопросы, которые стоят на повестке. У меня вот вопрос, Бадр Зуравович, к вам. В принципе, у меня к другим кандидатам вопросов особых нет, потому как вы являетесь представителем той власти, в оппозиции которой мы находились. Вы являетесь последователем той политики, которую мы называли антинародной, как мы считаем обоснованно. Ну, по всей видимости, вы считаете по-другому. У вас будет такая возможность это прокомментировать. Я бы хотел вот какой вам вопрос задать. Вот сегодня выборы президента. В течение последних 5 лет проводилась определенная повестка. Это апартаменты, это инвестсоглашение, это признание судебных решений и так далее. Все эти вопросы вызывали бурную реакцию нашего общества. Вот вы, как кандидат в президенты, какая разница между вашим отношением, в том числе к этим вопросам, между позицией экс-президента? Какое ваше отношение? Я знаю, что вы активно поддерживали строительство апартаментов в Абхазии. Более 60 тысяч апартаментов вы предлагали нам здесь построить. Я знаю, что вы поддерживали подписание и ратификацию соглашения об инвестициях, которое потом в последующем даже наши российские коллеги признали, что это соглашение не соответствует интересам абхазского народа. И комментарии высших должностных лиц об этом говорят. То есть вы отказались от этих инициатив, или вы в случае вашего избрания будете продолжать эту политику, которая в нашем понимании называется антинародной. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Сомнений не было, что, Адгур Амирович, вы начнете с меня, учитывая наш опыт общения. Хотел бы сказать следующее. Давайте все-таки придерживаться конструктивного диалога. Все, что вы называете антинародной политикой, это ваше личное мнение. Давайте, да, мнение людей, которые настроены оппозиционно. Давайте исходить из фактов. Значит, что касается инвестсоглашения, о котором вы говорите, я не хочу уделять внимание пустым разговорам и так далее. Что главное заботило оппозицию во время обсуждения инвестсоглашения? Первое. Предоставление земель, как было указано. Так, Адгур Амирович? Не, давайте по деталям. Значит, не, давайте. То, о чем, значит... 22 поправки, которые предложили депутаты парламента. Вот что нас всех заботило. Не надо как бы на одном конкретном вопросе заострять внимание. Давайте. Вот просто вы задали вопрос? Вопрос же, Бадр Иванович, вы ответ мне задали, я же имею право ответить.
вы говорите не о конкретных пунктах этого соглашения. Это соглашение было подписано в нарушение всех норм. 22 поправки, которые предложили депутаты Адгурович, я парламента, прошу были прощения, проигнорированы. время идет, позвольте мне Вот. ответить. Мы вам добавим. Позвольте мне, вы же задали вопрос. Значит, основные пункты, на которые обращали внимание в первую очередь, да, я действительно знаком с теми 20 поправками, которые парламент предлагал, но ключевыми оставались это налог на добавленную стоимость, который создавал некие преференции российских инвесторов по сравнению с нашими местными инвесторами и предоставление земель, которое вызвало бурную реакцию. Давайте исходить из следующего. Я вам приведу, Адгур Амирович, следующий пример. Как раз в вашу бытность, значит, был принят закон об особых экономических зонах и был подписан указ в 2018 году о предоставлении 7 тысяч гектаров юридическому лицу, абхазскому юридическому лицу. Зарегистрирована территория Абхазии. Совершенно. Группе... Обслуживающих в наших банках. Совершенно. С абхазской Позвольте мне, рабочей силой. Адгур Амирович, я все это знаю, я знаю, что они зарегистрированы в Абхазии. Давайте, исходя из этих лет, посмотрим, какой коэффициент полезного действия от создания такого рода. Что такое 7100 гектаров, я думаю, все присутствующие понимают. В Гальском районе вы имеете в виду? Да-да, сейчас я позвольте. Значит, по сравнению, все военные российские базы, находящиеся на территории Республики Абхазия, занимают 500 гектаров. 7 тысяч гектаров – это две столицы нашей Родины. 3500 гектаров – площадь нашей столицы. Предоставляется группе лиц, которая на 49 лет освобождается от всех видов налогов. Я хочу спросить, уважаемые коллеги, вы видите проблемы с соглашением, которое мы принимали, где на 8 лет освобождается бизнес, который внес 2 миллиарда, инвестировал в нашу экономику. При этом создаются условия, когда на 49 лет освобождаются люди, которые за эти годы... Поддерживаете это Не, соглашение? дайте я договорю. За эти годы не то, что инвестировали в абхазскую экономику, они должны нашей стране десятки миллионов рублей. Я не понимаю, когда мы акцентируем внимание на одной теме, а на другую мы не обращаем внимания. Где из-под юрисдикции Абхазии выведено 7 тысяч гектаров. Ну это же Либо... не так, Бадр Зурович. Нет, ну как? Что такое юрисдикция Абхазии? Ну, Если у они вас, не видимо, платят налоги, Нет, если не платят они- налоги, те, кто не платит Те- налоги, они если- выведены из юрисдикции Если Абхазии. законодательство Абхазии там не действует, в слово том числе и юрисдикция не налоговое. совсем правильно Нет, понимаете. давайте, прошу прощения. Очень- А, вы по- Ну, продолжаете. позвольте Давайте, мне сказать, получится, что почему у вы вас- Да. перебиваете? Давайте Давайте все-таки я ответить договорю. под- Что Давайте про касается, апартаменты. что касается апартаментов, Уже и значит, время тоже да, коротко. Да. Да, Позвольте да, мне- да, вы можете принять. Да, да. я Дайте извиняюсь, ответить Бадру Коллеги. Златовичу, потом будет возможность, потому Ну, что... Бадр Зурович Да, не да. отвечает на коллеги, вопрос. дайте мне Отвечает, дойти если до мы ему ответа. дадим эту Что зону в возможность. Гальском районе хочет нам рассказать. Адгур Амирович. Соглашение. Адгурович, я к этому и жду. Просто меня удивляет выборочность отношения к тем или иным вопросам. Я считаю, Бадр что... Зурович, я вам завидую, что только это вас удивило за Ну, последние я 5 лет. откровенно говоря, извините, но я хочу проявить уважение к вам, я вас не перебиваю, будьте добры, давайте выслушайте. Вы даете оценки моим высказываниям, Бадр Зурович. Вы ответьте, пожалуйста, будет более правильно и корректно для нас всех, если Слушайте, вы я вам- отвечаете я по оценки- сути вопроса, пожалуйста. Ну, коллеги, я не не знаю, Ну, вы как. можете Я вас- встречный вопрос задать, Не, как вас тоже позвольте, тогда будет. позвольте, я все-таки договорю. Значит, что касается моего мнения, я считаю, что надо уделять особое внимание приоритетности. Если говорить о инвест-соглашении апартаментах, мое личное мнение никак не должно разниться с мнением нашего народа. Если я ошибался в своем мнении или ошибаюсь, каждый из нас имеет право ошибиться. Так вы Но- ошибались? Послушайте, ну дайте мне договорить. Если ошибался, ну мое мнение, это мое личное мнение. Если наше общество считает, что такого рода соглашения могут представлять угрозу для нашей страны, безусловно, я не пытаюсь и не навязываю свое мнение для реализации этого проекта. Более того, мнение народа, на мой взгляд, такие острые вопросы необходимо выносить на референдум. Владислав Григорьевич Ардзенбах
одним из первых своих законопроектов, направленных в парламент в свое время, направлял именно закон о референдуме в 1996 году. Я считаю, что такого рода сложные, острые вопросы, касающиеся всего нашего общества, должны обсуждаться в рамках референдума. Поэтому то, что я озвучиваю, это мое личное мнение, на которое я, и как и все вы остальные коллеги мои, имеете право. Владимир Зуравович, а вот это мнение народа, про которое вы говорите, вы его когда услышали? У нас, получается, За тот период, когда мы эту тему обсуждали почти год, вы, получается, что мнение народа не услышали. Вы его услышали после того, когда 15 ноября люди пришли, снесли забор, а потом уже российские наши коллеги сказали, что действительно это соглашение было против интересов абхазского бизнеса. То есть мы, когда говорим о мнении народа, все-таки, наверное, нам нужно, вы правы, нам нужно создать некие механизмы оценки общественного мнения. Но... Я вижу, что тут хотят ваши оппоненты тоже добавить, потому что вы вопрос озвучили свой, дайте. Ну и Да, про давайте апартаменты Владимир Зуравович не ответил. Про апартаменты я вам скажу. В первую очередь я рассматривал апартаменты. Кстати, вы не правы, что я за строительство апартаментов на всей территории Абхазии. Нет, Та часть соглашения, которую я поддерживал, это внесенная депутатами парламента по 60 развитию тысяч. восточной... по развитию восточной части Абхазии, где апартаменты, в том числе, как вид размещения в туристической направленности. Именно такое направление, я считаю, что это не представляет угрозы. Поэтому, но это мое личное мнение, опять-таки, навязывать которое я не собираюсь нашему обществу. А что касается российских коллег, о которых вы говорили, я имел возможность общаться на эту тему. Мы обсуждали вопросы, которые в том числе вызвали остроту взаимоотношений в нашем обществе. Я довел до наших коллег, что такого рода вопросы вызывают, даже при том, если они будут полезны для страны, но наше общество не готово принимать их в таком виде, в котором сегодня обсуждается. Я довел свое мнение, я убежден, что наше мнение коллеги российские услышали. Именно после этих встреч были те заявления, о которых вы говорите. Олег Мсасович хочет добавить, дайте вашим оппонентам моих договорить. и наших телезрителей на несколько аспектов нашего сегодняшнего диалога и дискуссии. Олег Мсасович, Во-первых, скажите, пожалуйста, вы будете задавать вопросы или хотите на эту тему говорить, которую озвучил Адгур Да, Амирович? я хочу на эту тему сказать свой комментарий. Дело в том, что, во-первых, я считаю, что негативные прецеденты, они не должны браться за, так сказать, за образец. Те ошибки, которые были, не стоит их постоянно тиражировать в дальнейшем. Что касается, значит, того, что предприятие или юридическое лицо, которое не выплачивает арендных платежей, оно, разумеется, Бадр Зуравович, не выпадает из юрисдикции Республики Абхазия. Это просто необъективные арендаторы, да, или необъективные пользователи данным конкретным объектом. Что касается известных соглашений, которые вызвали резонанс и законопроекта об апартаментах. Ну, во-первых, я не считаю, что апартаменты – это объекты туристической направленности, разумеется. У нас есть, я в самой формулировке этого законопроекта видел и раньше изрядную долю лукавства, потому что апартаменты и апарт-отели, объединенные в одно название, при том, что у нас уже давно функционируют на территории республики апарт-отели, и ничего страшного в этом нет. А вот апартаменты, они несут совершенно другую смысловую и фактическую нагрузку. И, разумеется, мы выступили против апартаментов, исходя из соображений совершенно прагматичного характера. В условиях отсутствия земельного кадастра, неразрывно связанного с ним кадастра недвижимости, на тот момент отсутствовал градостроительный кодекс вообще в полном объеме. Также не были разработаны и приняты планы развития территорий. В нашем случае это планы развития районов. Поэтому я посчитал, я тогда, честно говоря, еще не отслеживал, какая реакция народа, какая реакция общественности и так далее. Хорошо, что наши реакции совпали, прекрасно. Но я думаю, что прежде всего стоит опираться на экспертно обоснованные
мнение специалистов, мнение не только экономистов, но еще специалистов по инфраструктуре. Поскольку в нашем случае состояние, изношенность, архаичность нашей инфраструктуры не позволяли оценивать подобные планы больших глобальных проектов, иначе как и выглядел этот законопроект. Ну, понятно, что потом его немного видоизменили и, значит, обернули в эту обертку развития восточных регионов Абхазии. Это замечательно. Забота о восточных регионах Абхазии, я считаю, очень важна. Это приветствуется, безусловно. Но думаю, что развитие регионов Восточной Абхазии могло бы происходить более понятными, рациональными и реалистичными мерами. Например, создание определенных налоговых льгот для тех, кто желает развивать там сельское хозяйство, либо туристические небольшие объекты, освобождение от финансового налогового бремени, деятельность большого российского бизнеса. Прекрасно, что российский бизнес крупный устремился в Абхазию. Я вот прям с нетерпением жду этого времени, когда в те отрасли, которые мы приоритизируем, обозначим совместно с нашими российскими коллегами, придет большой российский бизнес с его таким быстрым, динамичным алгоритмом. И мы готовы, возможно, там даже большие преференции предоставить. Но те отрасли, которые мы развиваем сами, ну, они, наверное, должны быть защищены нами. Тем более, что там также работают российские инвесторы, которые уже длительное время там находятся. Реакция коллег наших российских, я, например, тоже обсуждал, буквально одну минуту, это существенно, которые мы обсуждали с нашими российскими коллегами еще до вашей поездки в Москву, в российскую столицу, абсолютно совпали с теми, которые сегодня прозвучали из уст Сергея Владиленовича Кириенко и других высоких руководителей, с которыми вы, в частности, тоже встречались. Это уже вопрос будет. Они увидели, как мы работаем. Они увидели, что отдельные положения этого соглашения носят ущербный характер для абхазского бизнеса, вызывает справедливые опасения, и поэтому и озвучили нам, открыто продекларировали, что это инвестсоглашение не будет в этом виде существовать. И я с удовольствием отмечаю, что проявлена полностью конструктивная позиция нашими российскими коллегами, и мы, очевидно, начнем заново выстраивать по подобным соглашениям свою взаимную работу. Спасибо большое. У вас есть вопросы к вашим оппонентам, может быть, к какому-то конкретному кандидату? Роберт Иванович. Я хотел бы тоже вот по поводу данной полемики, данных дебатов по этим вопросам, хотел бы высказать и уйти немножко в прошлое. Как-то нам пришлось по работе проверять исполнение бюджета Галского района, и как раз вот мы попали с этой свободной экономической зоны. Я помню, кто, в принципе, и лоббировал этот закон тоже. Бадр Зурабович, наверное, помните, кто его тогда лоббировал. И он, наверное, сегодня находится в вашей команде. Это раз. Во-вторых, я помню прекрасно, Эдгур Амиранович там как чуть не оттяпали 5000 квадратных километров лесного фонда. И благодаря контрольной палате, кстати, вот тогда этот момент и не произошел, и слава богу, что мы туда попали и вовремя попали. Да, вот в данной такой ситуации. Что самое интересное, за все эти действия, конечно, никто не несет ответственности. Что касается, безусловно, этих соглашений, которые, я как понимаю, эти соглашения уже правительственные были уже согласованы и подписаны, о чем идет речь. Просто нужна была ратификация в парламенте. Вот. И, соответственно, чем мы руководствуемся и почему мы так руководствуемся, почему это все вот эти вот вещи кулуарные. Кстати, за все эти последние 20 лет мы поступаем так с нашими гражданами. Нельзя так делать. Особенно такого характера вопросы, которые касающиеся практически нашей безопасности, касаются таких огромных денег, которые могут зайти в нашу страну, в молодую страну. Безусловно, это нужно пройти через общественный контроль, через контроль парламента, и только потом уже делать все соответствующие выводы, заключения и подписывать эти документы. Мы не можем так рисковать. Нам очень большой ценой досталась наша земля, наша свобода и наши территории.
самая главная ценность у нас в стране – это наша земля. И мы должны бережно к этому относиться. По-другому не получается. А у вас есть к вашим оппонентам вопросы? Сказано Робертом Ивановичем, откровенно говоря, не знаю, о ком вы говорите по поводу лоббирования. Сергей Миронович тогда лоббировал его. в Но парламенте, я как указ всегда. подписывает президент страны. Это говорит о многом. Да, это говорит о многом. И в этом смысле ваши действия, о которых вы говорите, тоже были направлены на недопущение создания такого рода Ну, мы, слава богу, зоны. там появились. Как, к сожалению, которая привела к нас к таким Но последствиям. реакции, к сожалению, не было. Что самое интересное, не тогда не было реакции. Эти материалы сегодня открытые, но по ним вообще нет никаких реакций, к сожалению. Это Спасибо. говорит о чем? То есть, если кому-то что-то можно, значит и другому тоже завтра будет. Говорит о том, что ничего не меняется. Ничего не Позвольте, меняется, к пожалуйста, сожалению. Вот что касается реакции, я бы хотел отметить, как только приступил к исполнению обязанностей президента, я отменил это решение, отменил данный указ. Это реакция моя на такого рода вопрос. Соглашение Это было следующий вопрос. в парламенте Я просто- на рассмотрении уже. Да, вы имели право отозвать этот проект закона о ратификации. Почему вы не воспользовались этой возможностью, чтобы не увеличивать накал, потому что вынести соглашение на ратификацию да, и не ратифицировать, это плохой прецедент наших абхазо-российских Мы сейчас, отношений. давайте У вас была возможность это исключить. Насколько я понимаю, вы отказались это делать и переложили ответственность на парламент. Адгурам Миранович, вы следующий Документы вопрос находились задаете, уже в просто парламенте есть в рамках остальные ваши рассмотрения оппоненты, которые тоже зададут вопрос, Да, а потом уже по ситуации будем. Хорошо. Просто мы вокруг этой темы очень много... Это, Бадр Зурович, это у вас- важная тема. Я это? понимаю, но у Эта нас тема тоже свой привела регламент, к тому, и не что мы у нас его придумали. в стране Почему? случился политический кризис. И Я все понимаю, но мы, по-моему, эту тему очень много раз обсуждали на многих площадках. Сейчас у нас отведено на это время. О регламенте все кандидаты знали, мне кажется. Не мы придумали, не мы несем за это Но это и не ответственность. первые дебаты в истории Абхазии. Ну, тем более. Я думаю, что еще будет возможность поговорить на эту тему. Мы продолжаем. Бадр Зурабович, если у вас есть вопрос к какому-нибудь Вы из знаете, нет, оппонентов. я бы хотел бы такую возможность коллегам предоставить. Я думаю, у них ко мне будет вопрос. А затем, конечно, У кого есть Адгур желание, Вадимович. может быть, прокомментировать тот уже вопрос или задать свой вопрос вашему оппоненту? Я пока, в принципе, вопросы задавать не хочу. Я хочу сперва выслушать всех наших кандидатов, а потом уже в конечном результате свою точку Просто все зрения так долго изложить. ждали И, этой соответственно, части. вопрос Да. Всем кандидатам задать вопрос. Ну, получается, что вы задали вопросы. Хотелось бы, чтобы ваши оппоненты тоже это У вас сделали. нет вопросов, я Да, задам. Нет, можно. я думаю, Если что никто точно не нет против, ни у кого нет, кто вопросов. хочет, Безусловно, уже, есть. да. Ко всем кандидатам. Вот есть Ну, вопрос. давайте, сказал Роберт Иванович. Роберт Ивановичу Есть вопросы. есть что сказать. Меня волнует, конечно, то, что моя деятельность в первую очередь. Деятельность, я помню тот момент, когда мне сказали, что ты добился, когда я ушел со второго срока, и достаточно высокопоставленные люди мне это говорили. Что я добился? Добился я одного, то, что попытался декларировать, писать ту правду, которая есть. И это делал не для того, чтобы кого-то посадить, а по крайней мере, чтобы хотя бы были решения правильные, и чтобы мы знали ту картину, которая у нас сегодня творится в наших объектах контроля, в наших государственных структурах. Я хотел бы, конечно, задать вопрос тем, которые имели к этому отношение и и несли соответствующую ответственность, находились. Как вы относитесь к тому, что мы делали? Потому что на моей памяти, я как помню, не было практически никаких замечаний. Не было никаких У вас замечаний к сейчас нашим... вопрос Да, или да, я у вот вас- тем ответственным лицам, которые в то время работали, я хотел бы вот рассказать такую одну историю, которая, может быть, это будет уже оскомину набило, но я считаю, что мы потеряли огромные и колоссальные ресурсы, которые могли бы решить много вопросов, в том числе и абхазский язык, и много-много других вопросов. Как бы нравилось и не нравилось, я все равно об этом буду говорить. Вот речь идет об Абхазстопе. Идет. Мы даже 3 дня туда не смогли попасть, и, в принципе, собственник не смог обеспечить нам туда вход. Я Но просто хочу понять, вы вопрос более задаете или того, сами да, вот тему да, поднимаете? да. Просто Я, очень... я задаю вопрос. То есть действия не были никакие совершены.
есть собственники. Получается, что нам безразлична ситуация, которая происходит в наших компаниях. То есть и в итоге мы получаем тот результат, который имеем. Мы потеряли практически на тот период, на 2019 год, практически 259 миллионов денег. Это денег, дивидендов, которые должен был получить Абхазтоп от Роснефти, ну, в лице и могло бы получить государство наше, наш бюджет. Имели полное право даже их отозвать и потратить на те цели, на которые. Но, хорошо, это действие одной власти. Приходит другая власть, я думаю, что-то поменяется. Кстати, очень хорошо манипулировали этими материалами и выиграли, в принципе, выборы. Думали, это возымеет свое действие, ну и следующие власти, уже тот, который, в принципе, содействовал и помогал на тот момент, являясь исполнительным директором Роснефти, на тот момент он не был министром экономики, но уже стал министром экономики, и почему-то эта проблема его не стала волновать. Но обязательства выросли перед бюджетом и перед нашей страной, они выросли свыше 400 более миллионов рублей. То есть нам уже должны были. Это попустительство и вот такая вот экономическая составляющая управления такой компанией. И что самое интересное, один и тот же собственник, но два разных руководителя не имеют, как говорится, из этого не сделали никаких выводов. Вот у меня такой вопрос. Адр Зугабович и Очень длинный. Адгор Амиранович, что вы скажете по этому поводу? Как нам вернуть эти деньги? И что с этим делать? И кто несет за это ответственность? Я начну. По поводу госкомпании Абхазтоп и вообще по целому ряду государственных компаний, я могу вам напомнить и госкомпанию Абхазлизинг, которая была создана при Сергее Васильевиче Багапше, как раз с той целью для того, чтобы помочь нашим крестьянам и сделать так, чтобы техника, сельхозтехника была доступна. Но эту компанию благополучно разорили. Более того, имущество этой компании, я уже не имею в виду не технику, я имею в виду там земельные участки, здания, сооружения, разделили между собой, значит, те чиновники, которые занимались этим направлением. Более того, значит, компания Абхазтопа, которую вы упомянули, я в 2015 году приступил к обязанностям министра экономики. Это одна из госкомпаний, которая на определенном этапе была подведомством Министерства экономики, потому что там были определенные перетрубации, передавали то Черноморье к нам передавали, потом из ведения, значит, передавали другому органу. Что хочу про эту организацию сказать. Эта госкомпания попала, если можно так сказать, в наши руки абсолютно разоренной. Я вам напомню, вы прекрасно об этом знаете, что даже автозаправочные комплексы и станции, которые были на балансе этой госкомпании в свое время, когда она создавалась, Ну вот сами будете рассказывать сейчас, да, про это тоже. Они все были, значит, переведены в частные руки до того момента, пока эта госкомпания как бы попала в наше ведение. На момент... Просто расскажем нашим людям вообще, что происходило вообще в системе. Вот вы как раз эту тему тоже рассказали, она очень интересная. Эта госкомпания, более того, расскажите про это вот тоже. недостача там образовалась определенная, значит. И самое интересное, что вот я вообще не хочу чьи-то фамилии называть, но самое интересное, что руководителем на тот период РН Абхазия, компания, которая хранила топливо на базе в Ишере, была будущий министр экономики и нынешний министр экономики. То есть вот, и вот тогда образовалась эта задолженность, и мы обращали внимание государства, мы меры реагирования направляли соответствующие органы, но, к сожалению, возобладала та инерция, которая была и до этого, и продолжилась после этого. На самом деле, государственная компания Абхазтоп сейчас, на данный момент, находится в наихудшем состоянии за всю свою историю, потому что даже тот единственный источник дохода, который у нее был, стабильный источник дохода, который в хранении топлива на базе, и это топливо тоже перевели хранить, значит, хранение на Бзыбскую, это частная компания, на Бзыбскую базу. Все, пожалуйста.
Подразраби пафер гесцара шашах кинарха. Дело в том, что нас сахар шарахнеют. он министр Избан экономики зарушта. действующий, то есть на тот момент он очень Юсатки, сильно бжаки. лоббировал, помогал, сотрудничал тогда с контрольной палатой, мы выявили все эти суммы. Шестара, Дальше жара, я всё В каком ухожу. году вас Ро- выпускали в Абхаздом? Когда это было? Это 19 год. В 2019 году. Ну, откровенно Что говоря, произошло уже с новым министром, уже, который также эта тема дальше, как Адгуран Амиранович говорит, она по инерции перешла. То есть дальше, вот что случилось, что ей помешало, и что вам помешало, дальше, то есть вот не что- продолжит эту порочную что мне практику, так лично- можно сказать. Ну, дальше мы продолжили. Ну, не понимаете, что непонятно, теряет Время тогда государство, остановите, люди, это более 400 миллионов. Мы говорим о генерации, о многих вещах, мы говорим о деньгах, и мы говорим, что у нас их нет, они есть. Вот обычный пример. Да, вы Я помню, Время идет. при Гагуле он Дайте- успел один дайте раз эти вашему дивиденды оппоненту забрать, и мы ответить, построили, Роберт Иванович. не построили, а положили асфальт к У нас Владиславу рабочее Григорьевичу совещание Арзумбу. получается. Маякскую Давайте мы- дорогу сделали как раз за счет этих средств. Мы таких дел могли бы сделать очень много. Но, к сожалению, мы не смогли эти деньги получить. Вот хотел бы вот ваше... И этот человек с вами сегодня в команде, и какое место она занимает? Я хотел бы вот это узнать. Спасибо Очень большое, длинный Роберт вопрос. Иванович, за вопрос. Но, откровенно говоря, конечно же, Это в был этих, министр в экономики. этих вопросах больше Адгур Амирович владеет информацией, учитывая, что это было подведомственное министерству вашему учреждению. Что я хотел отметить? Вы говорили о том, что на тот момент партнерскую организацию «Роснефть» возглавляла нынешний министр экономики, которая с приходом в качестве министра экономики в том числе отправляла материалы в прокуратуру для разбирательств. В этом смысле меры реагирования были со стороны Министерства экономики, но, к сожалению, последующих действий не было. Если говорить о тех вопросах, которые мы Нет, по сейчас факту затронули, 259, да, было решение Генеральной прокуратуры. Да, мы эти материалы направляли но в прокуратуру. дальнейших действий не было никаких от Генеральной прокуратуры. Все, вы ответили? Да, сейчас мы уйдем на паузу, на несколько секунд вернемся и будем завершать, потому что мы больше 2,5 часов в прямом эфире. Ну, извините. Яцахсует ищашует свой эфир, ожбе ухтаджа, досу алшара шемоп, шалхует шарахшханархана, а жаквак рашхарц шарашила халагаб. Я на самом деле хочу изложить следующее. То есть мы действительно здесь не для того, чтобы кого-то укусить, задеть чем-то или чьи-то минусы, недостатки проявить. Мы здесь сегодня собрались и общаемся. Каждый хочет достичь того, чтобы наше государство развивалось в прямом смысле этого слова. Хочу, чтобы ровно таким образом каждый подходил, и чтобы каждый нес дух патриотизма в себе для того, чтобы наша Родина созидалась, чтобы мы могли прислушиваться друг к другу. Мы не собираемся кто-то залезать в окоп, мы должны друг другу помогать и двигаться вместе, то есть прислушиваться друг к другу. И в дальнейшем я считаю, что совет каждого из нас, он должен быть принят друг другу, который мы предоставляем, прислушиваться должен каждый. Ну, в принципе, сказать, что более могу добавить. Вы сказали, что каждый из кандидатов имеет право задать один вопрос. Конечно. Ну, Олег Мсасович не задал вопрос. Да, ну вы- я когда... Вы сами нарушаете Я регламент. спрашивала, Дело- не нет, было нет. желающих, Спасибо. и потом... Давайте так. Я Мы- разве не спрашивала? Вы сказали, что вы готовы выслушать. Разве не так было? Мы можем Да, перемотать и посмотреть. То есть я такую возможность предоставила. Но в чем тогда проблема? Сейчас мы можем. Ну, мы перешли к следующей части. Как Ничего это будет страшного. Что она выглядеть? предполагает?
завершающая часть нашего Обращение. прямого эфира. Алина, Если бы задавай мы вопрос. упустили бы это, и наше упущение было бы, это другой вопрос. Я хотел спросить, но если, значит, ваш формат запрещает это делать, то Ну, тогда у нас такого еще не было. Я выскажусь, да, по поводу... Я хотел просто узнать, как мои коллеги оценивают вот ход нынешней избирательной кампании. И хочу это сделать по той простой причине, что знаю, как оценивает ход этой кампании, ну, значительная часть нашего общества, наших избирателей. Ну, Если мы укладываемся в формат, мне было бы интересно. Ну, вы сейчас хотите, чтобы мы вернулись к другому мы блоку, этого хотим и все. у нас больше... Мы этого хотим. Я считаю, что это будет правильно и справедливо в отношении наших граждан, которые хотят слышать ответы на реальные вопросы. Адгур Амиранович, можно я вам Еще задам Мамзел вопрос? Шара, Просто? еще и Вы Шанта. были знакомы с регламентом, который Сима, предоставил пожалуйста, ЦИК? давайте Ну, мы я с вами не я будем тоже в полемику веду. вступать. Человек Я- задал вопрос, мы на него будем Давайте, отвечать. может, мы сделаем таким образом, если надо заплатить за эту услугу, мы хотим Это активно вообще я пообщаться, очень- ну как-то, может, такие корректировки внесем, коли это, ну, Это Самый прямой запоминающийся эфир, эфир да. будет у нас сегодня. ну, Это- давайте сделаем таким Олег образом. Вы правда Сасов задал считаете, что вопрос. за это нужно Сима, платить? Нет, Пока но вы если мы регламент спорите, нарушаем, мы уже может, ответили. корректировки отдельно, То есть прямой вы эфир. тем самым заставляете нас нарушать регламент, потому что потом будем нести ответственность за этот эфир мы, ведущие сегодня. Я не знаю, как у вас предусмотрена ответственность. Конечно, не хотел бы, чтобы вы пострадали. Поэтому сниму это напряжение, я скажу о своем отношении к тому, как проходит наша избирательная кампания. Тогда таймер, пожалуйста. Сколько времени? 2 минуты. Нет, на этот, если мы возвращаемся, то 3 минуты. Вот ваше время пошло. Считаю, что это беспрецедентная кампания по своей жесткости, по вовлеченности средств массовой информации, особенно анонимных средств массовой информации, телеграм-каналов, в избирательные процессы в нашей стране. Это, безусловно, прецедент. Думаю, что это самый черный, недостойный пиар, который обрушился на нашу вот сегодняшнюю деятельность. Я считаю, что последствия этого мы пока оценить в полной мере не можем. Думаю, что некоторые шаги, которые предпринимают предвыборные штабы тех или иных кандидатов, они могли бы все-таки проявить большую меру ответственности. Выборы окончатся 15 февраля, но жизнь не окончится. Нам придется жить в одном обществе. Если мы, на что я очень рассчитываю, пройдем этот цикл с соблюдением буквы закона о выборах президента Республики Абхазия, то в соблюдении духа, соответствующего нашим представлениям о морали, достоинстве, приличиях и традиций, я думаю, у нас сегодня появились огромные пробелы. Огромные пробелы. Думаю, нам всем об этом стоит задуматься. Вчера на одной из встреч поднялась женщина и задала мне вопрос. Она говорит: я знаю, что вы помогаете больным детям. Есть девочка, ее зовут Лея Адлиба. У нее лимфобластный лейкоз. Она в тяжелейшей ситуации. Ей 2 года. И попросили поучаствовать в помощи этому ребенку. Но я знал об этой ситуации, мы организовали уже. Первым откликнулся, как всегда, фонд Ашана, потом масса волонтеров, неравнодушных граждан. Сумма колоссальная, я могу ее озвучить в прямом эфире, 26 миллионов рублей для этой семьи. Да, знаю. И я поймал себя на мысли, что судьбу этого ребенка будут решать наши неравнодушные граждане, наше гражданское общество, волонтеры, возможно, меценаты. Низкий поклон и спасибо, что у нас есть такие благотворители, как Ашана, и другие, я уверен, подхватят это. И у меня возникла аналогия, что судьбу нашей Абхазии на этих выборах, а они в значительной
степени судьбоносные, будут решать не огромные финансовые средства и административный ресурс, не рекламные поездки и вереницы всяческих караванов, Можно автобусов, завершать уже? а все-таки народ Абхазии. Очень на это рассчитываю и призываю всех отдать свой свободный голос, свое волеизъявление 15 февраля с очень большой долей ответственности. Ну, тогда вы можете сразу заключительное слово. Да? На вопрос ответим, а потом заключительное слово. Так будет правильнее. Если позволите, Роберт Иванович, вы хотели ответить? По существу того, что говорил Таймер, пожалуйста, тогда Олег давайте. Мусасович, да. Безусловно, я полностью поддерживаю то, что он говорит. И непосредственно о самой девочке тоже такое письмо поступило ко мне лично. Конечно, мы со своей стороны, я в том числе, сделаем все по силам. Это действительно трагедия для родителей. Я представляю, о чем они думают, как они себя чувствуют. Но я хотел бы еще более добавить. Мне вот от Гура Мирановича, не знаю, это так происходит или нет, но нас это волнует, потому что вчера тоже в Гудаутах там был призыв женщины. Немножко это меня коробит и беспокоит. Я думаю, вы дадите этому тоже свое видение того, что человек говорит с трибуны. Мне даже не хочется это говорить. И вслух, может быть, надеюсь, я неправильно это понял. И дай Бог, чтобы это было неправильно понято мною. Но сложные в рамках закона и без каких-либо проявлений вообще даже в уме и даже со слов какого-либо насилия. Безусловно. Что касается непосредственного обращения к нашим избирателям, конечно, хотел бы к ним тоже обратиться и сказать, выборы тайные. Только Господь Бог будет видеть, за кого вы голосуете. Загляните в прошлое, в настоящее. Сделайте свой выбор. Выбор за будущее нашей страны. Спасибо большое. Амиранович, вы будете отвечать на вопрос? По поводу того, как проходят эти выборы, ну, уже разные оценки были даны разными экспертами. Это одни из самых грязных выборов за всю историю Абхазии. В ход пошли те технологии, которые далеко не соответствуют нашим обычаям, нашему менталитету Апсура. Анонимно льется грязь. Более того, хочу вас проинформировать, в Абхазии находится целая группа, даже назвать группой, это не охватывает то количество людей, которые здесь находятся, которые в пользу одного из кандидатов проводят разные манипуляции, приходят в ЦИК, пытаются давать какие-то рекомендации, пытаются запрашивать списки центральных, вернее, окружных участковых комиссий. Более того, наши граждане, которые находятся за пределами Абхазии, подвергаются каким-то угрозам, значит, в адрес студентов поступают определенные звонки о том, что если они не поедут, там, не проголосуют в тот день за того или иного кандидата, у них будут проблемы. Я вот и в Черкесске, значит, где живут наши братья, такого же рода действия. Привлечены какие-то силы, там как представители местной администрации, живет там и будет иметь возможность голосовать, оказывается на них прямое воздействие. Такого в истории Абхазии никогда не было. И я хочу просто обратиться ко всем тем, во-первых, в пользу кого это делается и кто это делает. Это нас приведет к очень серьезным последствиям, которые вот здесь, как выше сказал Олег Мусасович, мы еще не в состоянии оценить. Поэтому навязать абхазскому народу президента ни у кого никогда в истории Абхазии не получалось. У нас очень гордый народ, и мы всегда с высоко поднятой головой двигаемся по дороге своей истории.
Более того, по поводу нахождения всякого рода людей, которые не имеют никакого отношения к нашему выборному процессу, к нами подготовлено обращение в Центральную избирательную комиссию, в Службу государственной безопасности Республики Абхазия, в правоохранительные органы. Завтра они будут направлены. Мы будем требовать, чтобы этих людей выдворились за пределы Республики Абхазия, потому как они не являются гражданами Абхазии, по закону они не имеют права заниматься какой-либо агитацией и так далее. Все это в наших силах остановить, Бадра Зурабович и всех нас здесь присутствующих. Просто надо, мы все контактируем с этими людьми, просто нужно им сказать, это делать не нужно, это не соответствует нашим традициям, это не соответствует нашему духу Апсора. Мы выбираем президента в Абхазии сами. Тогда все это закончится. Адгура Миранович. Значит, уважаемые коллеги, действительно непростая предвыборная кампания. Мы со своей стороны, мой штаб, эту предварительную избирательную кампанию, на мой взгляд, проходит честно, открыто, в общении со своими гражданами нашей страны. Для нас очень важно донести то, что мы планируем сделать. Вы знаете, есть изречение, русское изречение, кто виноват и что делать. Мы на первую часть вопроса не ищем ответа, кто виноват. Мы предлагаем свое видение развития нашей страны. Безусловно, тяжелая экономическая ситуация нашей страны не позволяет нам полноценно реализовывать все свои возможности. В этой связи мы пытаемся доходчиво донести до граждан нашей страны те шаги, которые мы будем реализовать. А что касается предвыборной кампании и тех технологий, которые применяются, к сожалению, каждый из кандидатов почувствовал на себе в полной мере эти технологии. Ни одного из кандидатов не обошла эта история. Меня смущает другое. Вы, Адгур Амирович, совершенно правильно и справедливо сказали о том, как реагировать. Вот выступление вашей однофамилицы в Гудауте, которая, жительница города Гудаута, которая обратилась к населению: в случае, если Адгура Амировича не изберут президентом, то мы будем воевать друг с другом. Уважаемые, это недопустимое. И в этом смысле я не слышал и не видел оценок. Это было, это вырвано из контекста, это первое. Я же вас не перебивал, Адгур Амирович. У вас есть какое-то негативное отношение к старшему поколению. То вы прицепились Адгур Амирович, Аполлону Чинкуба, то сейчас для заслуженного учителя, который 80 лет. Адгур Амирович, вы пытаетесь... Пожалуйста, дайте ответить. Вы в полемику вступаете, но дайте ответить человеку. В таком возрасте эмоционально высказывать свои мысли. Дай Бог, что мы с вами до этого... Адгур Амирович, я вам предоставляю остаток своего эфирного времени. Дай Бог, что мы с вами если до вы этого так жили и могли излагать свои мысли. Что вы цепляетесь к старшему поколению? То Аполлона Дайте Чинкуба, ответить вашему то оппоненту. Заслуженного учителя. Мы же о других вещах Адгур говорим. Амирович, нет. Целый батальон помощников вашей Адгур Абхазии Амирович, ездит Адгур и Амирович. занимается нечестными делами. Адгур Амирович, не надо пытаться заблокировать меня, я все равно свою мысль скажу. Более того, кстати, это неправильно, что я критиковал Аполлона Чинкуба. Более того, я наоборот считаю, что оценка тем людям, которые вложили свой вклад в развитие и становление нашего государства, нами с вами уж точно, мы их деятельность оценивать не должны. Но есть очень важные моменты, что высказывания, которые, к сожалению, сталкивает наше общество, мы с вами, вместе с вами должны оценивать и снимать эту напряженность. В этой связи такого рода обращение к гражданам нашей страны недопустимо. Тем более людей, которые прошли жизнь старшего поколения. Это мы с вами можем, как люди эмоциональные, молодые, высказать, а старшие люди нас должны поправить. Ну давайте я ж... Президент говорил, что у государства на один патрон больше пугал абхазский народ. Вы как вице-президент Так, на мы это никак завершаем. не отреагировали. Адгур Амирович, Адгур Амирович, Получается, что только
Это вообще как минимум некрасиво. Адгур Амиран и От Гурамирович, я не Падре даю Зураби оценку. Па. Я говорю о нашей реакции, которая должна звучать понятно для нашего общества. Мы должны с вами дать посыл нашим гражданам, что такого рода высказывания, действия недопустимы для сохранения мира, стабильности в нашем обществе. Спасибо. وشتانس تخت وشتا خرق شرحني وشتا يحوش الزكحويت يسات كي بجاكي إن ريحة نخسات وشتا يقلوت أي فيرا جوز حويشته وشتا تخت بن بي شاجة شال خويت شرح خنر خنا يشحر الشويت جاكواك يا تحتويت ويا ختا Хазар табуб дарадза. А так кашумцей? Ну, вопросы были адресованы к определенному оппоненту. Если вы имеете... Ко всем вы адресовали, я просто... Очень... Я кратко изложу, я не буду много времени занимать. В принципе, вопрос так как общий, я считаю, ну, каждый должен свою точку зрения изложить. Действительно, то, что касательно помощи материальной там, этой девочке, письма мы все получали, мы не только ей, мы должны помогать всем нашим нуждающимся людям, нашему населению по мере своих возможностей, постоянно, стабильно заботиться друг о друге. Другой момент, сейчас просто наблюдая со стороны за всей картиной, действительно, я сейчас это не в упрек кому-либо, я не выяснял сейчас эти моменты, имеют место, ну, касательно вот этих цифровых каких-то атак, откровенно скажу, мне эти сплетни не были интересны ни вчера, ни сегодня и не будут интересны завтра. Я не вникаю в эти сплетни и не имею представления, были ли вообще в мой адрес там что-либо сделано вообще. То есть мы должны жить справедливо, и первоочередное, что мы должны уметь, это смотреть себе достойным образом в зеркало каждое утро в глаза. Тогда нас не будут беспокоить никакие сплетни. Там люди что хотят, пусть думают. Единственное, что хочу отметить, действительно, да, имеет место быть, где в Черкесск, когда мы приезжали, там препятствия определенные, ну, по крайней мере, в общем, административный ресурс, как было нам сказано, не знаю, насколько правда, был включен так, чтобы препятствовать тому, чтобы мы даже собрали людей, чтобы с ними пообщаться. Помимо этого, здесь, в определенных селах, в удивление тоже были прецеденты, когда жителям говорили, если вы выйдете навстречу с кандидатами, мы вас с домами сожжем. Различные прецеденты, это я никому не привязываю, я просто хочу, подчеркиваю, наблюдая со стороны эту картину, а чем мы занимаемся вообще? Давайте вот, как-то поймем. Мы хотим созидать, чтобы объединили общество и работать. Некоторые люди обращаются ко мне неоднократно. Я на самом деле разочарован тем, что порой подходят люди и говорят, давайте друг другу поможем, мы вам столько-то голосов, предоставим там 15 голосов, а вы нам финансово помогите. Так это же сделка в конце до концов. Почему люди, мы народ испортили, основную часть до такого состояния довели, что им не стыдно с таким предложением приходить к кандидату в президенты. Да в конце до концов, давайте мы займемся воспитательным процессом, не воевать между собой в конце же до концов. Пусть народ объединяется и принимает решения и в государстве, и везде. Вот что нам нужно сделать. Мы за кресло не боремся, это кресло можем вообще его вынести. За идею. Так, Так, если Еще позволите, сейчас один очень короткий вопрос Асмат хочет задать, а потом мы уже будем. Хатырского кандидатша, цухтан присысара убасыко, балхра корлсшаква. Еще дошколома и галалаки ярпан лшазалаки. Ай, мама, папа сиркячна. Нас халгай. وي ستار اتاك حازقي احسخيت حو بشز روي هايش تشزنقي حب. حاجلر يالرخز حاجلر نس يالرخز حاجقل ما بحوما احا ابراح زلاتشاجس
атагыла заща, убриги хахопшуп, а закон из лахола, алхрат процесс мепесру. Убри хаз габре эйтпелу, раха гачазм, абра эйтпелу хазги убри ганахала усси цауру. Абри алхрат процесс, а закон из лахола и скеню процесс. В этом формате, отвечая на вопрос, Барай Шепхазуже, у нас Хара, мы сделали свое обращение, где, в принципе, в этом обращении я подписался. Один из людей сегодня, то есть там мы отразили и показали, что мы в рамках закона примем, конечно, если все пройдет в рамках действующего законодательства, избирательного права, то как не принять? Конечно, принять, как по-другому. Спасибо. Наша позиция однозначна. Все должно быть в соответствии с положениями закона о выборах президента Республики Абхазия. Выборы должны пройти в конституционном поле в спокойной обстановке. Очень надеюсь, что так и произойдет. Что касается вот этой небывалой активности, которая сейчас развилась последний месяц перед выборами, я думаю, это не способствует тому, чтобы наши выборы прошли в спокойной обстановке. Вот этот объем работ запредельный, Давайте коротко. Да, который нет, сейчас перейдем. производится, Пожалуйста. который сейчас производится. И это не только этой пятилетки касается, не в течение 5 лет, а вот последний я месяц. понимаю. И мы это на говорили протяжении всей об этом нашей с вами. истории 20-летней. Я думаю, что мы должны исключить эту практику из своей собственной предвыборной жизни. Это не способствует проведению спокойных, честных выборов. Так, ваше Да мнение, или да нет? или нет? Вы будете итоги выборов. Мы выпустили меморандум первыми среди всех команд, предложили присоединиться к нему. Там как раз и говорится о том, что результаты выборов, которые пройдут без нарушений, без подкупа избирателей, без угроз, мы, конечно, признаем. Спасибо. Спасибо. Бадра Зурабович. Бадра Зурабович. Сима, благодарю вас за этот вопрос. Действительно, это очень важно, сохранить мир и стабильность в нашем обществе. То соглашение, о котором говорил Роберт Иванович, Олег Исасович, мы также выходили с такого рода предложением. В этом смысле у нас совпадают идеи сохранения, дать посыл нашему обществу для сохранения стабильности нашего государства. Если есть нарушение законодательства, выборного законодательства, надо на это реагировать, направлять жалобы, и соответствующие компетентные органы должны принимать решения. Мы всецело поддерживаем все усилия, направленные на сохранение стабилизации в нашем обществе. Именно так мы действуем и продолжим в таком русле. Спасибо. Адгур Владимирович. В случае прохождения без нарушений, конечно, согласны. А так касательно меморандума, мой отказ, он был основан тем, что тот, кто составляет, по сути, мы идем к тому, чтобы единство состоялось народа. А здесь уже само подписание, когда автограф человек ставит на нем, уже допускается, что кто-то ведет игру какую-то уже, не проходит выборы, а просто играет, чтобы навредить кому-то или же ему. То есть само подписание, мое самолюбие, например, оно задело, я отказал в подписании. Мы и так народ объединить хотим, я только что сказал, чем мы занимаемся, надо быть едиными. Кто бы ни прошел, допустим, кто-либо пройдет, мы все четверо должны рядом стоять для государства, поддерживать, работать для государства, для нашей Родины. Адгур Вадим Ипа, Итабуб, уажәы ахыркәшара ҳнеиуеит сара даҽа зныкгьы ижәгәаласыршәар сҭахуп уажәшьҭа хсаатк рҟынӡа ишиаша ицо аефираҿы аус ҳауеит, ус ишьақәырӷәӷәоуп арегламент, аӡәы игәамԥхар ауеит, алхыҩцәагьы нас ргәы иақәымшәар ауеит, аха ус иҟоуп арегламент, ҳара ҳақәныҟәоит, авба ҳарҭозаргьы ҳара ҳусны ҳагӡоит иахьа. Убри азыҳәан зегьы ахәаԥшцәагьы, шәара акандидатцәагьы рыла шәазнеиуеит ҳәа сгәы иаанагоит ҳусура. Убри аҟнытә ахыркәшарахь ҳнеиуеит, Адгур Вадим Ипа саҭамыз шәара ишәҳәеит, шәалхыҩцәа шәхы дарханы ишәымаз аамҭа шәхы иашәырхәахьеит. Олег Мсас-Ипа уажәшьҭа шәара ҩ-минуҭк шәымоуп, алхыҩцәа рахь шәхы нарханы ажәақәак шәҳәарц. Табуб, хочу обратиться к нашим избирателям, которые 15 февраля придут на избирательные участки нашей страны
и выразят свое волеизъявление. Прежде всего, убежден, что это волеизъявление будет свободным, обдуманным, справедливым, в полной мере будет соответствовать их представлениям о том, какие политические силы, какие политические лидеры должны будут возглавить нашу страну на ближайшие 5 лет. При этом хочу обратиться с просьбой. Перед тем, как опустить бюллетень в избирательную урну, пожалуйста, вспомните все то, что вам обещали, и сравните это с тем, что из этого было выполнено. А после этого, не смущаясь, ничего не опасаясь, свободно, обдуманно сделайте свой выбор. Спасибо. Роберт Шаран. Еще раз могу повторить, потому что в этой динамике разговора, безусловно, избиратели могли бы не услышать. Я еще раз повторюсь. Голосование тайное, дорогие избиратели. Только Господь свидетель вашего выбора. Загляните в прошлое, вспомните все то, что обещали, и посмотрите настоящее время, в сегодняшний день, и сделайте свой выбор. Я за новый курс. Это мой выбор и выбор всех моих сторонников. Заключительное слово. Да. Могу зачитать? Уважаемые сограждане, через несколько дней состоятся выборы президента Абхазии. Это 8-е выборы в истории нашей страны. Но эти выборы не похожи ни на одни из тех, что были позади. 15 февраля многонациональный народ Абхазии будет выбирать не только президента, команду или программу. Мы с вами будем выбирать путь, по которому пойдет наш народ в будущее. И выбор как никогда очевиден. Или мы выбираем продолжение той антинародной политики, которая проводилась в последние годы, политики по девальвированию нашей государственности, неуважения к старейшинам, к ветеранам войны, попрания наших традиционных ценностей, потери экономического, а затем и политического суверенитета, политики, которая однозначно может привести нас к потере нашей государственности, а затем и исчезновению нашего народа. Или мы выбираем путь строительства независимого государства, путь свободы и развития. Вот я хочу процитировать, перед тем, как сюда идти, я прочитал профессора, доктора исторических наук Гурама Гумба, который описал текущие выборы. У нас не просто выборы, фактически это будет референдум о том, хотим ли мы жить в независимом государстве. Вот какой выбор нам с вами предстоит сделать через 3 дня. Поэтому, дорогие сограждане, я прошу вас очень взвешенно и ответственно отнестись к предстоящей дате. Мы надеемся на вас и только на вас. За нами нет никаких олигархов, разных теневых игроков. Мы рассчитываем только на свой народ, на каждого из вас. Нам известно, какое давление оказывается на наших граждан за пределами страны. Используются самые грязные политические технологии. Нам с вами хотят навязать выбор. 15 февраля приходите на выборы, зовите своих друзей, родственников, знакомых. Голос каждого гражданина очень важен сейчас. Я абсолютно уверен, что наш гордый народ сделает правильный выбор, и мы оставим в прошлом эти смутные времена. Спасибо за внимание. Табударадза акыре псо хаважлар. Иха мызгы жыги иртыгдзыны, ими псо политика процесс шызыги хотала склым харазыжу. Ирацуюб иха харах ветеранца хюнткар айкур хараз зары изукпоз. Иха бри хастагылу амта хумпада ицыг хапхиштоз зароко аудуйроко рыцу. Шарей шипшта хозепш хюнткар айшукургылара амя хаку ахован захзым дидыз. Срасгу янагод хаважлар аджыклыбна апепш
азхәыцра зырур, аԥхьатәи аҿиара азҵаарақәа хымԥада иҳаҵклаԥшра азаҳуеит. Ҳажәлар ҭоурыхла инарыгӡоз, изныз амҩа ацәхьаҵра ҳамаӡам. Ҳара иҳалшоз иҟаҳҵоит ҳажәлари ҳмилаҭи аиқәырхара, ҳхьыԥшымра, аизырҳара аусқәа рҿы. Уважаемые соотечественники, дорогие жители нашей любимой Абхазии, безусловно, мы сегодня стоим на пороге нового этапа развития и становления нашей государственности. Именно ваш выбор определит вектор развития нашего государства. Вы знаете, что в рамках этой предвыборной кампании мы донесли до нашего общества, до граждан нашей страны стремление на созидание, улучшение качества жизни, укрепление нашей государственности, сохранение нашего языка, сохранение этноса. И все эти вопросы, безусловно, являются приоритетами. В непростых международных отношениях мы усилим наше взаимодействие с главным нашим союзником и стратегическим партнером Российской Федерации. Мы усилим все наши взаимоотношения на сохранение стабильности нашего государства и развития нашего государства. Прошу вас прийти 15 числа и отдать свой голос за того, кого вы считаете достойным. Спасибо большое. Иҭабуп ҳаҭырцку акандидатцәа ҳефир ахыркәшарахь инеиуеит жәабранмза жәохәырза ҳтәылаҿы имҩаԥысуеит Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада иалхра. Ҳгәыӷуеит арҭ алхрақәа азакәан аҳәаа иҭагӡаны имҩаԥысып ҳәа. Ишәхашәмыршҭын досу, ҳнапы ишану уаҵәтәи ҳԥеиԥш. Иҭабуп иҳахәаԥшуаз зегьы аԥсуа телехәаԥшраҿы Аԥсны Ахадарахьы акандидатцәа злахәыз аефир абриала ихыркәшоуп. Абзиараз.